отрасль нуждается в глубоком реформировании. Это факт. Очень большое количество заявок поступает на подключение. Подключение довольно-таки дорогое. Это, естественно, в первую очередь Гага, Кисунда, Гудаута. Вот сейчас вот Бранда, вот эти регионы пошли, которые просят подключение. Подключать их нас, мы их не можем ничего подключать, в силу того, что нет мощности. Выдавать технические условия человеку и при этом не обеспечивая его дальнейшим этих мощностями, это сами. Неправильно. Если в ситуации с юридическими лицами более или менее у нас сносная ситуация, то с физическими лицами по оплате катастрофически. Люди зачастую, я вам скажу так, что в кассу, когда подойдешь к нам, в тот же Суэц или в Черноморье, в основном стоят у окна оплаты люди преклонного возраста, пенсионеры, самый слой малоимущих у нас. Люди, которые более состоятельные, больше потребляют, они считают правильным не платить за электроэнергию на сегодняшний день. С этим надо бороться, с этим надо работать, чем мы практически занимаемся сегодня. Вот. Из всей этой плохой картины могу, наверное, ответить следующее, что в этом году Абхазия потребила на 300 миллионов практически, 297 сегодняшняя цифра, миллионов киловатт меньше, чем в прошлом году. Вот. Это и, да, это и приборы учета, и как работа с населением, наверное, с людьми под контроль, когда взяли, люди начали экономить. Эта работа намечена и на следующий год. Вот, порядка 30 тысяч, правильно у нас в проекте сидит? Да, 30 тысяч приборов учета еще будет установлено в Абхазии. Вот, я думаю, это уже даст еще порядка 200 миллионов экономии нам к концу следующего года, больше мы это надеемся. Но установка прибора учета, это, что просто сидим, разговариваем о наших проблемах, я хочу вам сказать, это не просто прийти и установить счетчик поставить. Перед тем, как установить прибор учета, надо провести очень много мероприятий предварительно. Это и улучшение самой трансформаторной подстанции, это и замена опор, это и замена полых проводов на изолированный сеть. Очень много мероприятий, а счетчик это получается уже последние дни, когда мы ставим до этого. Потому это значительно удорожает сам процесс, это мероприятие само очень дорогостоящее. С этим надо работать системно, ежедневно. Для этого должны выделить люди, техника, ресурсы. Это целая такая программа, которой занимается наша организация на сегодня. Вот. Помимо того, у нас сегодня есть линии напряжения 110 киловольт, которые требуют ремонта. Некоторые практически сплошного замена там проводника, естественно, арматуры. Так что ситуация такая. Если есть вопросы, пожалуйста. То есть, Тимур Иванович, мы все находимся в той дырке, которую неприлично громко называть. И мы постоянно будем оставаться в этом положении. Давид Чечевич, мы к этой дырке, о чем вы сказали, мы, наверное, к этой дырке идем. Еще не дошли, ну тогда есть перспектива. Да, но если мы вовремя примем какие-то меры, я думаю, мы можем избежать этой ситуации. Тимур Иванович, но эти меры должны вы, специалисты, принимать. Наша власть должны принимать. Что общественность может, да? Мне приятно слушать, я прошу прощения, я сейчас заканчиваю. Да, что сознание наших граждан настолько изменилось, что они начали экономить электроэнергию. Я не верю в это. Я не верю. Какая-то другая причина есть. Чуть-чуть, давайте, я предлагаю дать слово Аслану Георгиевичу, и уже потом после... А мы будем задавать вопросы. Да, Федоровичу надо дать слово. Я думаю, без низко, там микрофоны тоже там как раз будет слово. Вы даете обзорную справку, а в моем случае некая детализация дел в городе. Поэтому по обзорной части может у вас расхождение мнений. Поэтому лучше.
Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Еще раз спасибо за то, что позвали. Спасибо. Спасибо за то, что позвали во второй раз на такую площадку общественную. Вчера я здесь присутствовал. Для тех, кто не в курсе, хочу поставить в известность вас. В принципе, мне кажется, прошел достаточно такой детальный разговор на предмет вообще возможных перспектив развития энергоотрасли и того, что можно сделать в рамках не только существующих проблем, но тех проблем, которые возможны в будущем, да, и как можно их избежать. В связи с этим, конечно, в техническом плане вот здесь Тимур Иванович в принципе рассказал о тех проблемах, которые есть, и в большей части я, конечно, бесспорно согласен с этим. И что говорит предыдущий оратор Резо Платонович о том, что изобретать велосипед не надо. Любая энергосистема, мы как и вчера обсуждали, она работает по законам физики и по стандартным правилам. Соответственно, в техническом плане, что реализовывать и как реализовывать, всем понятно. Наверное, возникает другой вопрос. Вопрос возникает того, как отнестись к этой энергоотрасли. То есть подойти через призму разгосударствления, то есть привлечения инвестиций, или подходить через призму сохранения энергосистемы как стратегически важной отрасли государства. Здесь как бы опять же было сказано о том, что очень важно определить, когда проблемы в энергосистеме начались. Честно говоря, не знаю, почему это важно, но если речь идет о дефицитах электроэнергии, то действительно, как сказал Тимур Иванович, первые веяния у нас были в 2012 году. Мне кажется, это не важно, когда появились проблемы. И, скорее всего, нам нужно смотреть в будущее для того, чтобы понимать, как выйти из этой ситуации. Теперь все-таки не могу не коснуться вопроса того, вот 40 на 60 и так далее. Опять же, вот здесь Резо Платонович сказал о том, что как бы мы не знаем, кто договаривался. На сегодняшний день существует человек непосредственно, который был в этом переговорном процессе, Юрий Харитонович Кучуберия, который давал публичные интервью в этом плане, который говорил о том, что были договоренности 40 на 60 даже не по тем финансовым критериям распределения имущества между Абхазией и Грузией, а фактически по распределению электроэнергии и тому, как добились того, чтобы получилось 40 на 60. Это есть в открытых источниках, я думаю, что все могут в этом отношении ознакомиться. И, конечно же, что касается привлечения инвестиций, я, наверное, не буду сегодня повторяться в том плане, вот у нас вчера была большая такая встреча, порядка, наверное, вот 3 часа она шла. Я думаю, что у каждого, у кого есть мнение о том, как развивать энергосистему, есть возможности достаточно долго рассказывать о своих видениях, то же самое, о чем говорил предыдущий оратор. Опять же, хочу поставить вопрос перед Общественной палатой, перед государственными институтами, перед неравнодушными гражданами. Какой у нас подход? Мы сохраняем энергосистему в лоне государства. Кстати, закон об электроэнергетике, который принят, не ограничивает полностью инвестиции в энергоотрасль. Он не ограничивает инвестиции в рамках строительства новых гидроэлектростанций или вообще электростанций любого типа. Соответственно, скорее всего, такой основной, скажем так, спор, диспут в обществе будет вызывать именно вопрос привлечения инвестиций, то есть разгосударствления и того, что мы эту энергоотрасль оставляем в лоне государства. Что касается текущих вопросов, процесс установки приборов учета – это очень важный процесс. Я думаю, что каждый из руководителей и Черноморэнерго, и сегодняшней энергетики стараются форсировать этот вопрос, потому что не контролируешь сеть,
происходят проблемы. Конечно же, всплески потребления электроэнергии были по годам разные, но тем не менее, пока энергетики не будут контролировать сеть, на мой взгляд, и сбытовая деятельность не будет определенным образом развиваться. И, собственно говоря, нагрузки будут, конечно же, расти. В этом отношении, опять же, по текущим вопросам, я думаю, что мы в спорные моменты не уйдем с текущим руководством или завтрашним, или вчерашним и так далее. Спасибо. Спасибо. Ислам Федорович. Я честно говоря, Хоть один человек, который имеет специальность. Юрист и финансист. уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Сегодняшняя обсуждаемая тема, она, конечно, остро стоит в обществе. Вот, нам дали обзорную справку, так скажем, я так вот понимаю, глубокие специалисты, которые долгое время работали и работают в энергосистеме Абхазии. То, что проблемы есть, я думаю, сегодня в той или иной степени каждый посвящен нашей стране. Вот. Но, честно говоря, вот Аслан Георгиевич тут сказал о том, что вчера у вас была дискуссия, но мы об этом не знаем, и нет информации, там, как вы обсуждали, в каком контексте. Но, значит, если была, то была мы так, в принципе, я ознакомлен с позицией Аслана Георгиевича, но тут у нас Резу Батонович, когда выступал, сказал о реформах, которые там планируется вносить, значит, некоторые изменения законодательства об энергетике. Вот, хотелось бы тоже понять, насколько это стыкуется с позициями разных энергетиков у нас в стране, потому что то, что проблемы есть в сетях, то, что есть проблемы генерации, и то, что у нас проблемы, это по большому счету все знают. Когда начался кризис, хорошая статья для статистики, и сколько покупаем, тоже даже сегодня все это знают, правильно? Ну, я так понимаю, я сейчас дам, конечно, справочку по городу Сухум, что у нас происходит, но я вот так адресую вопрос, предполагаю, что после моего выступления еще дополнится информация, что стоит за реформой. Можно ли это воспринимать как реформу или некий инструментарий для того, чтобы оздоровить энергетическую систему, открыть путь инвестициям там, в энергетическую отрасль и так далее. И каков будет этот путь. Я думаю, что если уже говорить об этом, надо на это сделать акцент определенный. Потому что, конечно, у каждого, наверное, из тех, кто работал в бизнесе или работает там на высокопоставленных, значит, должностях, есть свое видение по тем или иным вопросам. Я думаю, потом, я тоже, если выскажутся наши, значит, приглашенные тоже, да, по этому поводу, я тоже дам свой комментарий, если это решили. Да? Значит, город Сухум. У нас работает Сухумское управление энергосетей, вот, трудится у нас там порядка 100 человек. Абонентская база у нас до войны была порядка 38,5 тысяч. В настоящее время отфиксировано 28, задействовано 25 тысяч абонентов по городу Сухум. Значит, с учетом тех возможностей, которые было предоставлено для Сухумского управления энергосетей и Черноморэнерго в целом, установлены новые приборы учета, автоматическая система контроля учета расходов электроэнергии. В городе Сухум в настоящий момент 50% обеспечены из всей абонентской базы, порядка 12,5 тысяч. Ну, установлено, по моей информации, порядка 13, но оставшиеся находятся в тесте. Вот. Что такое сбор денег по городу Сухум? Значит, мы приступили к работе в 2020 году, у нас цифра была порядка 36-35, ну, приближалась к 36%. Сегодня, несмотря на то, что тариф увеличился, мы приближаемся по результатам этого года к 41%. За 10 месяцев выручка составила 182 миллиона рублей. Значит, что есть в управлении Сухумских энергосетей и каково состояние? Значит, как известно, у нас в городе 5 понижающих станций, это управление Черноморэнерго, это Сухум-1, Сухум-2, ИПИК, Баслат и Синоп. Да. Вот. Кстати, Синоп напрасно так выпал, потому что, по большому счету, ни с одной подстанции свободных мощностей нет.
Вот Сухум-1 реконструируется, да, Тимур Иванович, там может появиться дополнительные возможности и есть возможности СИНОП. То есть говорить о строительстве, об экономическом развитии или там привлечении дополнительных инвестиций в какую-либо из экономических отраслей по городу Сухум, где будет использовано электричество, можно сказать, на данном моменте отсутствует. Вот. Значит, у нас, я уже сказал, 5 таких подстанций, 9 распределительных станций, 325 трансформаторов по городу, которые в той или иной степени подлежат ремонту. Сейчас я вас попробую проинформировать, если позволите, что нам нужно сделать. Справка готовилась специалистами Сухумским управлением электросетей и отдельными нашими специалистами. Нам надо, что нужно сделать, чтобы восстановить сети по городу Сухум? Нам нужно порядка 100 километров кабелей, самых разного напряжения, вытяжки и так далее. Порядка 500 опор, я потом по деньгам тоже скажу. Вот. Ремонт трансформаторных подстанций. Порядка 30, это те, которые надо отремонтировать. И которые полностью под замену, нам порядка 12 необходимо заменить. Которые еще есть, там есть название такое комплексная трансформаторная подстанция. Да? Их порядка 9 КТПМ, да, порядка 9 и так далее. Значит, выведена сумма, которая необходима для инвестирования, чтобы привести в соответствие. Я потом скажу, для чего это нам, кроме того, что получать удовольствие, что хорошие сети, хорошее напряжение, я еще скажу, для чего это нужно нам и крайне необходимо. Порядка 900 миллионов рублей, 920 миллионов рублей, приблизительно под миллиард. Если мы сейчас, эта информация была подготовлена по результатам 6 месяцев, она была ставка, я думаю, сейчас с учетом роста цен, информация, наверное, поменялась, да, имеется в виду ценовая его составляющая. Думаю, где-то приблизительно 1 миллиард, может даже свойства. Плюс еще, если это выполняются работы, то там надо посчитать налоги и все остальное. Более 1 миллиарда рублей. Теперь, конечно, можно еще, наверное, какое-то время прожить с таким состоянием сети по городу, но я вас хочу отвести немножко в другую сторону. Но мы по городу за 2023 год потребили 500 миллионов киловатт-часов. 500 на нас выделило Черноморэнерго. Хотите, я вам скажу, сколько дошло до потребителей? 400. 100 миллионов потерь. 100 миллионов потерь. Это от подстанции. Я не говорю по высокой, пока от Ингура дошло до Сухума. Или там с какой-либо другой стороны. У нас 100 миллионов потерь. Это означает 20% мы потеряли. То есть их просто нет, они ушли в воздух. Я сейчас не могу сказать, что... Я не могу сказать, что это полностью, допустим, там, может, коррупционная составляющая, если кто-то кого-то нелегально подключил, с этим борьба идет, я по этому поводу тоже отдельно скажу. Вот. Но факт есть факт. 20% нет. В основном, если специалисты тут сидят, конечно, в глубоких познаний, наверное, они тоже согласятся с тем, что это технические потери из-за того, потому что у нас сети в таком состоянии. Какой выход? Я вот почему начал свое выступление, потому что мы говорим о реформах, мы говорим о привлечении инвестиций и так далее. Ну, какая форма должна быть? Если в Сухумах такое состояние дел, я думаю, ни в одном из районов лучше дела не обстоят. Да? Поэтому давайте, я вот хочу вернуться как раз к тому, что если говорить о реформах, о привлечении инвестиций и так далее, то мы все любим свою родину, мы все понимаем, что энергетика является основным локомотивом развития. Мы все понимаем, что она должна остаться государственной, подчеркиваю, мое мнение такое же. Но никто не говорит, что оставаясь энергетика государственной, что привлекая инвестиции, частные в том числе, что она станет разгосударственной. Я с этим тезисом не согласен, но, Слава Георгиевич, ты много раз на эту тему делаешь акцент. Я могу свои доводы тоже привести, что есть формы инвестирования, при этом энергетика остается государственной, все зависит от условий, прописанных в тех или иных договорах. По инвестированию, привлечению инвестиций. Не буду говорить сейчас, акцентировать на аренде, на государственно-частном партнерстве или многих других формах привлечения инвестиций. Поэтому я вот вначале, когда сказал о реформировании, потому что люди знающие выступают и глубоко имеют познание в энергетике, поэтому если есть возможность дополнить от себя
помимо общего представления, еще несколько слов своего видения выхода из этой ситуации. Констатация факта – это хорошо. У меня есть видение ситуации, как, допустим, выйти. Но я хотел бы после того, как другие выскажутся по этому поводу, потому что если люди на эту тему не высказались, а я не собираюсь говорить впереди энергетиков по данной ситуации. Если будут ко мне вопросы, готов. Спасибо. Спасибо. Может, и правительству есть какая-то своя... Назарович, прошу вас. У нас на протяжении последних лет Давайте тишину. большое спасибо за предложение, за возможность. Как было уже сказано, на протяжении последних лет ведется значительная работа, которая заключается в попытках вывести энергетическую отрасль из кризиса, в том числе это касается вопросов генерации. В части генерации я бы хотел проинформировать, может, кто-то из вас слышал, что в прошлом году велась работа с российским проектировочным институтом под названием «Газпромгаз» по разработке генеральной схемы газификации. Целью, основной задачей этой работы было заменить потребление электроэнергии, с которой, как уже было сказано, много трудностей, на другой источник для того, чтобы снизить нагрузки на нашу энергетическую отрасль. Вот. Была утверждена генеральная схема газификации в настоящее время, учитывая, что речь идет о необходимости прокладки газопровода с территории Российской Федерации в республику. Возможно, это может подразумевать строительство газотурбинных электростанций для того, чтобы либо поддержать, либо заменить частично генерацию электроэнергии на Ингургаз. Все эти мероприятия подразумевают значительное объем финансирования. Я не говорю специально слово инвестиции, потому что речь не идет о том, что обязательно привлекать частного инвестора или это будут инвестиции государственные. Речь идет в принципе о значительных вложениях. Это один момент. Второй, что касается потребления электроэнергии, действительно у нас в сетях значительные потери технические. Это есть и на высокой стороне, и на низкой. С чем это связано? Высокие нагрузки на высоковольтной сети, то есть момент, когда линия работает с перегрузом по сравнению с значениями, с нормативными значениями, для которых была произведена линия, начинаются потери, начинается повышенный износ этой линии. Соответственно, до потребителя, точнее до распределительных подстанций меньше электроэнергии доходит. То же самое происходит и на низкой стороне, на распределительных сетях. И все эти мероприятия, о которых говорили коллеги, они направлены в том числе и на снижение этих потерь. Для того, чтобы, получая Ингургаз определенный объем электроэнергии, с минимальными потерями довести этот объем до потребителя. Это тоже приведет к тому, что кризис в стране, он не будет решен, но будет намного легче переноситься и будет легче его решать. Ситуация с приборами учета. Была утверждена государственная целевая программа, в рамках которой финансирование установки приборов учета осуществляется и РУП Черноморэнерго из собственных средств, которые они получают от выручки за потребленную электроэнергию, и от средств, получаемых из республиканского бюджета. На следующий год заложено по программе, вот в проекте скоро будет корректировка, 33 тысячи единиц приборов учета должны быть установлены в республике в следующем году. Насколько я помню, общее количество приборов учета, которые должны быть установлены по программе, 86 тысяч единиц. То есть 33 это больше 30% от общего объема, а как показывает практика, это и установка приборов учета в 2010-2011 году, установка приборов учета за последние 2 года. Места, в которых установлены приборы учета, в тех местах и снижаются объемы потребления и увеличивается собираемость, что в том числе должно привести к тому, что Черноморэнерго будет поставлять населению более качественный продукт и поставлять его без перебоев. Это, наверное, основное, что я хотел сказать. Спасибо.
А вы, простите, можно вопрос задать или не Да, будем конечно. задавать? Ну, пока давайте вот как бы по нашему циклу завершим. Ислам Викторович, просим вас. Да, спасибо. Спасибо, уважаемые друзья, коллеги. Я не профессиональный энергетик, всех тонкостей проблем, которые есть в энергосистеме, я могу далеко не знать, но имею определенное представление, тоже как человек, который долгое время возглавлял техническую службу, и имею для себя представление, что у нас происходит сегодня в энергетике, в каком она состоянии, в общем, и у меня есть свое видение решения части тех проблем, которые есть сегодня у нас в энергетике. Я считаю, что да, проблемы глобальные, привлечение инвестиций, строительство новых объектов генерации, это все как бы отдаленное, да, в будущее. Это, я думаю, что, видимо, будут какие-то проекты, которые будут как бы, да, реализовываться в течение там, нескольких лет или многих лет. Но сегодня критическая ситуация в энергетике у нас сегодня. И она, мы это поняли уже давно, но необходимость оплаты за переток как бы, да, обострил наши чувства и понимание того, что да, вытащить из общей финансовой системы большое количество средств и оплатить переток электроэнергии, это очень губительно как бы, для состояния нашего бюджета, для банковской системы. Это очень серьезно повлияет в общем на экономическую ситуацию в стране. Мы должны подойти и создать систему, при которой нам надо будет увеличивать собираемость. По собираемости учет и передачи информации нам надо создавать биллинговую систему, вот приблизительно такую же, как есть у связистов. Да, вот. У мобильных операторов, у крупных операторов это система учета и потребления электроэнергии и оплата за них. В этом плане парламент законодательно принял необходимые меры да, в том числе и по банковской системе, потому что, обращаясь к жителям, мы ездили с энергетиками по селам, собирали активы этих сел, общественность этих сел, уговаривали платить. Ну, да, особенно жители отдаленных сел говорят, нет нормальной системы оплаты. Да, вот кто-то сюда приезжает, может этот человек приедет, тогда у человека нет средств, да, или не тогда, когда он получил пенсию. Мы должны создать систему учета, то есть технический узел, при котором да, вот приборы учета будут устанавливаться, параллельно будет создана биллинговая система, у человека отключится да, в оговоренное время электроэнергия, за которую он не заплатил. И эту историю надо делать. Я бы хотел остановиться на тарифообразовании, которое продолжается у нас многие-многие годы. Сегодня, когда нам надо оплачивать стоимость перетока сверхпотребленного лимита, который дается бесплатно нам, вот возникает резонный вопрос. Я задавал, кстати, и коллегам, и исполнительной власти, почему тариф должен быть одинаков, да, для дома престарелых и для успешного коммерческого предприятия. Можно вот как-то да, вот задаться этим вопросом. Для бюджетных организаций и для суперсовременных производств, которые у нас есть. Мы не можем, экономика не может себе позволить, вот Резу Платонович сказал, по 3,60 купить, и там не по 2 рубля, да, продать этим людям электроэнергию. Я считаю, главным долгом государства, нас всех, минимизировать финансовую нагрузку на наших обычных граждан. Вот. Мы должны понимать, что финансовое положение наших граждан сегодня не позволяет да, принять те тарифы, которые, будем говорить, экономически обоснованы.
Но экономически обоснованные тарифы бизнесу, тем инвестициям, которые я как бы сторонник привлечения инвестиций в экономику, строительство новых как бы, гостиниц, санаториев, домов отдыха, мы это должны приветствовать, но эти инвесторы должны знать, что они должны заплатить экономически обоснованную стоимость за потребленную электроэнергию. У нас огромное количество объектов строится, мы с Тимуром Ивановичем общаемся периодически, а тех условий нет на подключение. И простите, да, но нам нужны инвесторы. Инвестор, главная цель инвестора — это создать рабочие места и увеличение доходной части нашего бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов. А инвесторы, которым надо датировать оплату электроэнергии, ну это как бы мы должны над этим очень серьезно задуматься. По созданию единой системы учета, это система телеметрии. Оно как бы к нам больше, ну как ко мне, как к бывшему связисту, я имею представление, как эту систему создавать. В свое время аналогичные проблемы, не такие кошмарные, да, аналогичные проблемы были и у связиста. Вот Тимур Ахлович знает, эта система была у связистов сделана, и проблем, как бы, да, проблемы какие-то возникают и с тарифами. Мы слышим в последнее время, что происходит, но эта система налажена, идет. И электроэнергия должна стать товаром. За нее должны платить все потребители. Должны быть справедливые и экономически обоснованные по максимуму тарифы. И как бы мы должны задумываться о новых объектах генерации. У нас есть объекты, которые раскурочены, разрушены, их надо восстанавливать. Нам надо смотреть, за счет каких средств это все можно восстанавливать. Если есть желание строить какие-то новые объекты генерации, то можно там ветряные какие-то, можно там, допустим, в Зыбском ущелье, где постоянно есть, да. Ну, я не знаю, значит, формы, которые, ну, на мой взгляд, бизнесу надо продавать электроэнергию по экономически обоснованным ценам. Если у нас на сегодняшний день, если мы говорим о том, что в следующем году у нас будет 700-800 миллионов, где мы по 3,60 возьмем? Из каких средств? В бюджете нету таких денег. Где мы это возьмем? Бизнесу надо добавить. А? Бизнесу надо добавить и их тоже разорить. Бизнесу не надо добавлять, Давид Чичевич. А бизнесу, мы в бизнес приходим, в ресторан приходим, где там тарелочка какого-то блюда уже там по 1000 рублей стоит. А кто будет оплачивать, кто будет датировать, купить по 4 рубля и продать бизнесу по 2 рубля? Где взять эти 2 рубля разницы? Ну, не все в ресторан ходят, так что здесь подешевле. Не тем, кто в ресторан ходит, а куда ходят. Я имею в виду тот ресторан. Почему должен я ресторану оплачивать дотации давать? Где взять эти деньги? Вот понимаете, мы должны подойти к тарифам. Тарифы мы должны знать. Владельцы, уважаемые, гостиниц, домов отдыха, потихонечку надо как бы готовиться к тому, что мы говорим о привлечении инвестиций, да? Можно привлечь инвестора, это все восстановить, и он вернется к этим же тарифам. Так же? Правильно? Потому что разве у нас нет градации между физлицами и юрлицами? Есть градации между физлицами и юрлицами, но нет. Более детализировать имеется в виду, на самом деле, у нас Высокодоходный бизнес обложен тарифом, есть же высокодоходный бизнес банками. У нас на следующий бюджетный год, уважаемые друзья, у нас на следующий бюджетный год нету средств оплатить стоимость сверхпотребленной, установленной лимитом электроэнергии. Если нам, допустим, выставят счет 1,5-2 миллиарда рублей, у нас этих средств в бюджете нет. А где их найти, мы должны вот обсудить. Спасибо. Мы продолжим. Реза Платонович, что-то хотели
добавить, когда мы можем перейти к следующему шагу. Коллеги, Да, 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 перейдем вот к вопросам, вопросы. пожалуйста. Я попрошу, Ислам чтобы Петрович здесь вопросы предложение были сделал. лаконичные. Да, я И честно каждый говоря, задавал бы по одному вопросу, потому что вопросы хотят задать все. Юрий Михайлович, можно? Юрий Михайлович. Пожалуйста. Вообще, честно говоря, вот я когда в своем вступительном слове говорил, да, мы говорили о том, что есть проблема, надо ее исправлять, привлекать инвестиции, ожидаем реформирования, поэтому, но если никто не хочет на эту тему высказаться, тогда... Не, мы тоже хотим, Ну как бы, да, в я рамках поэтому- вашего предложения с удовольствием тоже пару слов скажем. Вы сказали о реформах, может, детализировать, или депутаты, Потому что реформа, парламенте- все это упирается в законотворчество, понимаете, законодательные акты. Очень хорошо, что здесь депутаты присутствуют, и профильные, и так далее, и с большим опытом работы в энергетике. У них, сказали, есть свое видение, целая презентация есть. Не то, что у нас времени нету посмотреть на это. Если можно, тезисно, да, о том, что есть проблема, мы уже много об этом говорили, и все об этом знают, что приборы учета и контроля становятся, я вам больше скажу, стоят приборы учета, люди все равно платить не могут. Не могут. И наш энергосбыт не может их отключить ввиду социального подхода по этому вопросу. Там, где установлено 12,5 тысяч, там есть долги. Там есть долги, там нет такого, что поставили прибор учета, когда у него закончились денежки, его взяли и отключили. Да, он оповещается, человек приходит, но не может он это дело оплатить. Все, кто решение принимает по тарифам, извините, Министерство экономики здесь, депутаты здесь, все остальные здесь, пожалуйста. Смотрите, углубляйтесь в этот вопрос тарифной политики. Если нужна градация дополнительная, тоже можно сделать. Кто кого здесь, я не понял. Это общественная палата, вы хотели до них привести, что вы готовы тарифы пересмотреть? Ну, хорошо, делайте. Но ситуация такая. Если мы что-то хотим реформировать, давайте скажем про реформы, каждый выскажется. Я думаю, что у наших у Министерства экономики, наверное, есть какие-то мысли, у Реза Платоновича есть, Руслан Георгиевич тоже может дать предложение. Мы для этого позвали. Перейдем вопросы и ответы, мы уйдем в какую-то полемику, которую... Я хотел бы добавить, парламентом, вот прошлый бюджетный год, на этот год, когда мы принимали, мы, как бы, понимая необходимость, мы установили дотации в размере РУП Черноморэнерго для приобретения приборов учета 200 миллионов рублей. В этом году в проекте бюджета заложена сумма в 150 миллионов рублей, но мы, понимая недостаточность этих средств, выходим с инициативой добавить еще 100 миллионов рублей, и я очень сильно надеюсь на то, что поддержат наши коллеги. Мы размер дотации Черноморэнерго установим в размере где-то 250 миллионов рублей. Мы должны отметить то, что у Черноморэнерго практически вышла вся техника строительная из строя. Да, вот, буры. У нас Беслан Федорович говорил о необходимости там, опоры. 120 миллионов рублей. Да. Город Сухум. Необходимо купить технику. Да. Рассчитано Вот, даже да, по единице. да, вот такая вот проблема. У нас огромное количество опор лежат в наших деревнях, в наших городах. А техники установить эти опоры, поменять эти опоры у нас нету. К сожалению, техника... Основана на мировом опыте. Все страны прошли путь реформирования энергетики с момента ее появления, времен Теслы и всех остальных ученых, и 80-е годы всегда практически постоянно она реформировалась. И весь тот опыт, который я постарался изложить на своей презентации, она носит такой достаточно объемный характер. Я сказал, что я ее не скрываю, она есть, показывал недавно, практически неделю назад депутатам. Нужна другая аудитория, другие слайды, покажу часа полтора. Я буду рассказывать, объяснять о том свое видение, основанное на том самом большом опыте, как я вижу реформирование энергетики. Этот проект будет представляться на основании этих реформ. Мы будем писать законопроекты, которые будут согласовываться в парламенте. Никакой самодеятельности здесь нету. Здесь все будет для общественного видения, слушания, увидения и так далее. Всем будет доступно. Никакой там завтра, что что-то начнется реформы, нет. Есть только предложения, которые я предложил сегодня и исполнительной власти, и законодательной начать. Если они принципиально будут согласны и готовы к увидению, и также вам готовы представить другую аудиторию здесь недостаточно, то если мы говорим «да», то эту реформу, под эту реформу необходимо написать первое – это закон. Правильно ввести все поправки и изменения в законодательство. С этого начинается реформа. Любая. Без законодательства, изменения законодательства реформу невозможно начать.
Я примером, Беслан Федорович, то, что нас интересует, приведу пример. Вот мы сегодня покупаем электроэнергию за 3 рубля 60 копеек. Это же абсолютно реальность. Кто-то может сказать нет? Мы абсолютно понимаем, что у нас есть дефицит годового потребления электроэнергии 1 миллиард киловатт-часов. Он может по какой-то причине уменьшиться? Будет увеличиваться. Секунду. Вы мне вопрос задали? Нет, я просто задаю для себя. Ну, вы ко мне обратились, я говорю, да, может уменьшиться ввиду того, что надо поработать с технологическими потерями, Ну, насколько усилить уменьшится? работу. Слушайте, насколько уменьшится, давайте, если у нас с вами дискуссия будет, мы пообсуждаем. Я пришел услышать ваши предложения. Вы о реформах говорите, что он будет базироваться. Я же вас Ну, пригласил. тогда... Александр. Я же вас пригласил. Сказал, когда я буду показывать, я вас пригласил. И сказал только, что все. Уменьшаться. Хорошо, давайте тогда, Да, давайте объем это. электроэнергии не будет уменьшаться, он только будет увеличиваться. Конечно, с потому что учетом развития страны. Развитие страны он будет увеличиваться. Мы имеем 3 рубля 60 копеек. О чем говорится в реформе? Я один из маленьких эпизод приведу. Что мы делаем? Нам нужна генерация. Или покупать, или приглашать инвестора. У государства нет денег. Будут. Я считаю, что с моей точки зрения для строительства генерации у него не будут этих средств. Никак. Ни займу, ни так далее. Нам придется, как это проходит в других странах, в частности в Российской Федерации, обязательно ДПМ-1, ДПМ-2 приглашают инвесторов и предлагают, что, пожалуйста, мы готовы покупать электроэнергию у вас по какому-то определенному тарифу и инвестируйте в нашу в энергетику Российской Федерации. И находятся инвесторы, которые готовы инвестировать с какой-то дотацией, с какой-то или с какими-то субсидиями, но государство всегда находит тот баланс, для которого будет интереснее, чем покупать извне. То есть если 3,60, завтра у нас появится газовая машина здесь, газотурбинная ТЭЦ, которая будет частная, и продавать нам по рублю, по рубль 50. Нам же проще купить там, там купить. Если мы построим какую-то гидроэнергетическую станцию или восстановим, и те же перепадные, частные инвестиции туда придут, и они будут продавать по рублю, по 80 копеек, нам проще там купить, потому что пришло это время, именно так рассматривается. А если мы не покупаем, сами строим, тогда, пожалуйста, А если наоборот? есть деньги. Поднимут цену. Есть деньги, а цена экспорта или импорта всегда будет расти. А зачем менять закон, чтобы строить новые электростанции? Знаете, мировой пример сказали бы, я могу про Турцию сказать, когда частный сектор туда вошел. Сейчас 1/3 часть зарплат идет на электроэнергию. Раньше был гораздо дешевле, как они поступили, наоборот, поднялся. Вот мировой пример. А что в Турции государство регулирует цены на этом или как? Они дали полностью в частный. Нет, ну здесь же так вопрос не стоит. За государством остается и законодательство, и везде. Но это пример неудачный на самом деле вы привели. Когда тарифная политика отдается частным компаниям, это никогда к хорошему не приведет. Поэтому это неудачный пример. Ну что скрывать, компании частные всегда лоббируют свои интересы в поднятии тарифа. Это же тоже, если это тоже мировая практика, Беслан Федорович. Да. Давайте, да. Можно тоже Вопросы, да. Гулия Михайловна, Айгер Шкадов, нет, один просто вставочку маленькую. А брабусе общественная палата, хареш хуци дубус, аж царах рахта. А брайвлер айвет, айвлер цод, аймен шукру, шот, акалакер ан шукру, айвлер хучи визу. Харахусу сюзгера Сократович, обзирен ртнац, яханзер зиги, амеду и нисхотоп, а цараж мочкун сотоп, больше пшатагиду заша ашумцалан. Абрей, дзиден гав قريب كل زي قشنفة يا جوزي جزارة كرحت ورايبة كحني دوتنيتسو أنا إنرجيتك حضرت مخا ويا الوزة عليك شرنا على إنرجيتك يتم جاي خايف بكذا أرجع له هاي الرزحة إنرجيتك جديد جزحت أخو كذا تكو حنتكرر شالك وبني عجز يخسر يبخو يكون خو ويجي إنرجيتك تخوب أما بيزنس تخوب زي تخوب أحبدير حاسة شكلك только вопрос. Я хочу вопрос задать Тимуру Ивановичу. Тимур Иванович, вы на протяжении там нескольких месяцев руководите группом Черноморэнерго, и насколько я информирован, в результате тех мероприятий, которые вам удалось за такое короткое время своей деятельности,
у вас началась экономия и средств, и электроэнергии в том числе. Какие вообще вот, наперед планы и какие мероприятия вы хотите проводить? И тот эффект, который уже очевиден, да, он может иметь такой эффект и последствия. Я не говорю про генерацию, я говорю про то хозяйство линейное, которое вы возглавляете, и к чему оно может привести. Какие цифры, к каким результатам на ближайшие полгода-год. Значит, все эксплуатационно-технические мероприятия, которые были проведены нами за прошедшие полгода, я не знаю, насколько это дало эффект, но тем не менее ситуация стала чуть лучше. Было перемещено порядка 9 силовых больших трансформаторов по разных подстанциям, ликвидирован дефицит мощности на местах. Вот, практически чуть погромче, пожалуйста. Да, все это делалось за счет групп Черноморэнерго. На сегодняшний день идет активная расчистка трассы, самой линии. Вот. От Ачамчиры до река Килосур полностью практически 100% расчистка сделана. Линия ПСО, я 220 имею в виду, и 110 линий в параллели, которые шли. Также линия сама ПСО, это от станции Бзык до границы, расчищена полностью. Идет активная расчистка линий по 110 киловольт, 35 киловольт. Вот. И, естественно, эксплуатационные какие-то замены, ремонты на местах, те неисправности, которые выявляются в процессе этой работы. Вот. Экономия за счет чего произошло, это 300 миллионов киловатт-часов на сегодняшний день. Я считаю, что это в первую очередь обратно установка вот этих приборов учета, которые значительно, это показывает опыт, на той подстанции, куда мы пришли, установили приборы учета, 30, а то порой 35%, сразу на 35% падает нагрузка. Падает нагрузка, и те подстанции, которые у нас плавились, горели, выходили из строя, к ним мы заходим только эксплуатационно раз в месяц практически. Это дает большую экономию нам по затратам эксплуатационным ремонтным, и в то же время, в первую очередь, это дает бесперебойность для наших абонентов, для нашего населения. Вот. Если говорить о самих этих приборах учета, да, вот на сегодняшний день, даже финансы это второй вопрос. Для нас, как эксплуатационщик, это второй вопрос. Первый вопрос то, что повышается качество электроснабжения, бесперебойность, вот, и безаварийность увеличивается. Вот по этому пути мы идем. Сейчас, конечно, зимние месяцы, январь, февраль для нас будут немного тяжелые. Я думаю, что очень много сил у нас будет уходить на решение возникающих проблем, на ликвидацию возникающих аварий, ситуаций, все. Но к весне, вот как раньше было заявлено, 33 тысячи, 30 тысяч приборов учета запланировано установить. Мы уже готовим составлять дефектные акты по тем местам, где мы будем устанавливать. Должны провести работы подготовительные. И я думаю, следующий год, еще раз повторюсь, даст нам еще больше экономии в употреблении. Так, можно мне? Можно дополнить немножко ответить? Здесь, конечно, работа Черноморэнерго, сетей по поводу монтажа системы учета и контроля, да, но и работа оперативных штабов. Это и технадзор, и управление внутренних дел. Система. И, да, все вместе. Мы провели порядка 20 заседаний. У нас до сих пор работают оперативные группы смешанные. Мы отключили порядка 2000 машинок майнинга за время борьбы. Только в черте города. Только в черте города. Сейчас последние меры. Мы реагируем на все объявления, которые пишут о том, продаю, покупаю. Мы закрыли все мастерские в городе, где кто-то как-то чего-то пытался это ремонтировать. Это все дает результат. Это все дает, конечно, да, прибор учета, это прибор учета, он дал свой результат, но я могу сказать, я, кстати, в своем выступлении не говорил,
мы по потреблению по городу Сухум приблизились к цифре даже не 2020 года, а 2019 года. У нас по городу Сухум, если пик был в 2021 году плюс 90 миллионов киловатт-часов по отношению к 2020 году, в 2021 году за год, то сегодня мы даже 2020 год перещеголяли. Вот, да, есть погодные условия, не такая суровая зима, все понятно. Отслеживается ситуация, и группы тоже работают помимо приборов учета. Ну, я уже говорил о своих плюсах, но еще есть нюанс, имеется в виду, люди не могут платить по показателям, где установлены приборы учета. Поэтому здесь, конечно, свои плюсы есть по потреблению, но есть еще плюсы. Спасибо. Я должен был добавить, потому что отметить работу оперативного штаба и других служб, которые задействованы. Технический надзор, управление внутренних дел. Мне, знаете, да, вот мне дали слово, да, можно? Мне кажется, что я вот среди сидящих здесь больше всех за эту отрасль вот беспокоюсь. Вот так мне кажется, знаете, я поработала не 1 десяток лет в этой отрасли, туристическом бизнесе. Но такое, как я испытала в этом году, мне очень трудно передать, вот клянусь. От отчаяния я прибежала даже вот Тимуру Ивановичу, что-то он мне помог, куда-то переключил, подключил. А что происходило? Представляете, напряжение 160-170. Отдыхающих полно, август месяц. Кондиционеры не включаются. 9 этажей, лифты не работают. Что я делаю? Живой свет выключаю и включаю дизель-генератор. А вы представляете, это в час 200 литров. Ну не час же включишь. Ну, в общем, вот такая ситуация, это и у каждого может быть там. Но мы на очень такой плохой станции прилеплены были к этой Аллахадзинской. Сейчас идут там, правда, работы. Но я вот в страхе думаю, что у нас будет тоже. Поэтому я сегодня не собиралась и все-таки приехала сюда. Вот именно вот этот вопрос меня очень интересует. И что я сейчас услышала? Один специалист, самый главный наш специалист, Резу Платонович, говорит, что нужно обязательно реформы и обязательно нужны инвестиции. Следующий наш Аслан, вот не вижу его, да. Аслан говорит, или инвестировать, да, а Замтарий Резу Платонович говорит, инвестиции нужны. Аслан говорит, что вот так стоит так вопрос, инвестиции или же вот государство себе оставляет. Я вот думаю, что он думает, что вот именно государство. Он не сказал об этом, но вот мне так кажется, что он хочет, значит, только за государство. Ну вот, пожалуйста, как-то решите, умные, грамотные, образованные люди, специалисты, чтобы мы тоже уже что-то знали, понимаете, вот между вами нет, не можете договориться. Вот есть программу, человек выдвигает. Я думаю, ее просто нужно, ну, всем как-то показать, рассказать. А у вас, не знаю, есть программа или нет такая какая-то, или реформы какие? Спасибо. Великолепный вопрос, кстати. Прошу вас. Во-первых, большое огромное спасибо, что вы информировали нас так но в любом случае, к сожалению, Реза Платонович, ваша презентация была в парламенте, и мы по роду своей деятельности туда не попали. Я предлагаю презентацию Реза Платоновича провести отдельно и не откладывая его там на полгода, буквально вот на этой неделе. Я думаю, что Реза Платонович согласится, но при этом хочу выразить такую мысль. Из выступления Реза Платоновича я услышал такой тезис. Значит, тарифная политика может быть регулируема при больших инвестициях. Я так понимаю, Она должна быть регулирована. Да, то есть это очень важно. Если эта концепция может сохраниться в развитии этой отрасли, оно, думаю, что будет иметь место для его
применения. Аслан Георгиевич в своем выступлении сказал, что государство должно, ну не сказал, но по крайней мере я знаю его, отслеживая его выступление, он сказал, что государство должно взять это бремя на себя фактически. К сожалению, наше государство одну ТЭЦ построить. Вообще специалисты должны знать, что у нас гидростанция, и только она работает. В прошлом, до войны, Торчил ГРЭС работал, чтобы частоту поднять этой гидростанции. По-моему, так. Правильно же, Лазарь Платонович? Ну, не только для этого, да. Да, но нам ТЭЦ и так нужны. То есть даже если она будет лишней генерацией, она должна быть для выработки нормальной частоты в сетях. У меня вопрос такой. Сегодня разве возможно построить ТЭЦ или же гидростанцию? Ну, например, там перепадные, они маломощные, и какие-то вложения там существуют, и там, наверное, затрат будет намного меньше. Но на сегодня с нуля построить, даже имея газ, построить ТЭЦ, я думаю, что это многомиллиардные затраты, скорее всего, даже десятки миллиардов затрат. 60 миллиардов проект стоит. Ну, понятно. Теперь задаю вопрос. Два газовых генератора. Да, уважаемый Аслан Георгиевич, где можно взять эти деньги, чтобы построить такую генерацию? Спасибо большое. Наконец я смогу высказаться. Секунду. Вы не должны, я вам дал возможность выступить. Я думал, что хотя бы в общественной палате некоммерческие отношения. Ну, для тоже совсем. Уважаемые присутствующие, мне кажется, нам немножечко нужно разделить наш разговор на две составляющие. Первая составляющая – это оперативная ситуация, оперативные процессы, о которых очень много сегодня сказал Тимур Иванович и Беслан Федорович. Они непосредственно сегодня сталкиваются и знают, что нужно, да, какие проблемы есть и так далее, которые нужно решать условно в течение года, полугода, и в том числе бюджетирование, в том числе техника и так далее, и так далее. Это одна оперативная ситуация. Но существует второй вопрос, вопрос вообще подхода в энергосистеме. Стратегический подход, который должно выбрать наше государство. Мне кажется, что здесь речь не идет о том, чтобы Резо Платонович Зантария, Аслан Басария, Беслан Федорович или Тимур Иванович Джинджолия договорились между собой. Совершенно нет. Речь идет о том, что наше государство должно определиться концептуально, в какую сторону оно идет. И когда мы говорим «наше государство», в том числе, мне кажется, речь идет об общественной палате, о наших представителях не только в рамках законодательной ветви власти, исполнительной ветви власти, но и общества. Совершенно, соответственно, я думаю, что хорошо, что мы здесь сегодня это обсуждаем и слышим разные видения. Теперь ближе к теме. Ближе к теме, Беслан Федорович, к сожалению, большому, вот вчера вы тоже не присутствовали, да, но вот меня позвали лично, как Аслана Басария, для того, чтобы пообщаться на тему энергетики. Здесь части людей, кто входит в общественную палату, к сожалению, большому не было, поэтому, Умар Кокович, я знаю, что вы вчера были, но не зашли. Если бы зашли, наверное, этот вопрос вы тоже мне не задали бы сейчас, поэтому я с удовольствием сейчас еще раз отвечу. Да, я отвечу. Понял. Я отвечу. Во-первых, все-таки, когда мы говорим о развитии генерации, то есть мест, где производится электроэнергия, это процесс, который не только финансово затратный, он еще и имеет определенные временные параметры, правда же? На мой взгляд, как человека, который занимался энергетикой, процесс, который сегодня идет в рамках установки приборов учета, в разы больше сэкономит электроэнергии за более короткий срок, чем строительство и создание новых энергетических объектов, где генерируется электроэнергия. Это первое. Второе, я бы хотел немножечко по цифрам сказать, что если мы будем контролировать сеть, мы вчера очень много этому внимания уделяли, здесь на вашей площадке Общественной палаты, что если будут установлены приборы учета тотально,
то это минимум сэкономит 30% электроэнергии. Если институты власти различные включатся активно в эту работу, мы знаем, что в некоторых странах, вот, например, в недружественной стране, в Грузии, почти до 70% они снизили энергопотребление. До 70%, в тот момент, когда они привели в порядок эти сети. И эта скорость в разы выше, чем мы будем создавать генерацию. Теперь второй вопрос. Кто сказал, что генерация не нужна? Конечно, она нужна. Бесспорно она нужна. Но вопрос заключается в том, что если мы говорим о создании ТЭЦов, хотя там экономика, честно вам скажу, достаточно дорогая, я думаю, с этим все согласятся здесь энергетики, но неважно. Газовая электроэнергия и так далее. Кто сказал, что ограничивает закон строительство новой генерации? Закон ни в коей мере не ограничивает строительство новых объектов. Это второй момент. Третий момент, все-таки для тех, кто не присутствовал, вчера и прессы не было и так далее, очень сложно, Беслан Федорович, подать видение в таком формате за такой короткий срок. Но скажу так коротко, вчера о чем шла речь. Во-первых, в 2017 году была реализована схема и программа перспективного развития Республики Абхазия, вы это прекрасно знаете, да? Которая была разработана Институтом проектирования энергетических систем. То есть это документ объемный в 12 томах, в котором четко написано, что нужно делать в техническом плане. Там расписаны деньги, сколько денег на это нужно, для того, чтобы решить вопросы передающих сетей. В быту, в народе это высоковольтные сети. Что касается низковольтных сетей, был разработан документ совместно с проектным институтом ростовским, технико-экономическое обоснование в распределительных сетях. Сейчас буду упрощать, чтобы терминами не нагружать. То есть условно, я вот к этому иду, тот и другой документ, если суммировать, речь будет идти о 20 миллиардах рублей. Это та цифра, которую очень часто озвучивает президент Бжания, да, который говорит о том, что нужно для энергетики столько для того, чтобы прийти хотя бы к надежному энергоснабжению, не говоря о генерации. Генерация туда не входит в эти документы. Теперь я бы хотел бы разъяснить, что такое 20 миллиардов рублей. 20 миллиардов рублей – это укрупненные сметные расчеты. Есть сборник укрупненных цен, из которых эти цифры были взяты. Да, в 2017 году, да, конечно, корреляция должна быть. Но опять же хочу еще раскрыть, что когда речь пойдет о конкретных сметах, о конкретной проектно-сметной документации, эти суммы упадут в стоимости в разы. По опыту от 15 даже до 70% падают эти цифры. Соответственно, чтобы четко понять, нужно осмечивать, да, и не только смета, проекты где-то нужны. Проектно-сметную документацию надо готовить по каждому из кластеров. И теперь возникает вопрос, что нужно делать в энергосистеме, в сетях. Это даже вопрос и не ко мне, и не к Тимуру Ивановичу. Это стандартные процедуры в любой энергосистеме. Нужно контролировать сеть, нужно, чтобы каждый энергоагрегат работал в тех нормах, в которых он должен работать. Теперь вопрос, самый главный возникает, откуда взять деньги? Вот здесь же мы все говорим, откуда взять деньги, вот нужно либо там инвестора привлечь, либо еще кого-то, либо не перегружать бюджет. Но давайте признаемся, что в любом случае, если социального подхода не будет, это ляжет тяжким бременем на наше население. Что все равно любой инвестор, он не благотворитель. Он зарабатывает денег, он будет стремиться всегда поднимать тарифы. Даже если государство, есть страны, в которых государство регулирует тарифы, но от крупных таких, и тем более в Абхазии, от крупных таких инвесторов, будет зависеть тарифная политика. Это всегда было так. Теперь, что касается того, как снижать энергопотребление. Но мы почему-то... Извините, я сейчас к этому вернусь после того, как скажу эту тему. Это социальная проблема, она ясна, но где взять деньги? У меня есть структура повествования, которую, если можно, я изложу и вернусь к этому вопросу, потому что в этой структуре повествования эти ответы тоже я постараюсь дать. Да? Мы избегаем вопрос майнинга криптовалют вот, очень так активно. Из условно на сегодняшний день потребления по декабрь месяц, Тимур Иванович, помните на память приблизительно? Грубо. Ну, в районе 3 миллиарда, если там снизилось, дай бог 600, 700, не знаю, да, плюс-минус. То есть 2 миллиарда 600, 2 миллиарда 700. Предположим. Ну,
энергетики тоже, знаете, так аккуратно избегают иногда даже этой темы, потому что почему-то все тумаки в адрес энергетиков полетели. Но на самом деле это тоже неверно. Не они принимали решение там, о легализации майнинга криптовалют. Но сегодня в майнинге существует достаточно большое количество электроэнергии. И если энергетики будут контролировать сеть, если они будут контролировать посредством прибора учета, у нас в разы уменьшится энергопотребление. В разы. Теперь, что касается, собственно говоря, откуда брать деньги. Да? Вот если мы говорим, что нам нужно условно, я почему говорю условно, нужно что-то пересчитывать, конечно, бесспорно. То есть по науке нужно подходить. Если нам нужно порядка 20 миллиардов рублей, и если у нас государственный подход, ну, по моим таким подсчетам, чисто математическим, в рамках существующих тарифов, не тех, которые поднимутся с января месяца, не тех, которые будут в 2026 году, там, 2 рубля 70 копеек, а в рамках существующих тарифов, если собираемость поднимется хотя бы до собираемости 2018-2019 года, это 55-57%, а я уверен, что поднимется, потому что приборы учета дадут такую возможность, я просто уверен, то как минимум 1 600 000 000 1 700 000 рублей, это с учетом тарифов разных, да, физлица, юридические лица, у Черноморэнерго будет. Я просто уверен, это что касается даже такой собираемости. Но мы же смотрим в перспективу. То есть, если установить прибор учета, собираемость у физических лиц у нас меньше, чем в районе 90% не было. А 10% было почему? Социальный подход. Ислам Федорович о чем говорил. Не все люди реально могут платить, и там мы действительно закрывали глаза. И сегодня я уверен, что тоже закрывают глаза, потому что есть такие слои населения. Теперь представьте, если это 90%. При всем уважении, это достаточно серьезные уже деньги для энергоотрасли. На содержание Черноморэнерго приблизительно уходило в мой период времени, я вот говорил вчера, 360, в районе 360 миллионов рублей, у нас рекордный год был, но тогда и тариф был ниже. Собираемость была, я сказал уже, 55-57%. Дотации были порядка 15 миллионов рублей от государства. Теперь вопрос, как-то содержали. Мы не говорим, что нужно в этих рамках оставаться. Но давайте увеличим в 2 раза эту сумму. 600-700 миллионов рублей на текущее содержание без строительства. Для Черноморэнерго я уверен, что хватит. Теперь, если мы собираем минимум 1 700 000 000 рублей, у нас остается в год, извините, пожалуйста. Теперь, 1 миллиард рублей, первое. Второе, слава Богу, я очень хочу поблагодарить парламент, потому что если сегодня он содействует энергосистеме, в наш период времени он расследование в наш адрес проводил. Потому что мы были инициаторами запрета майнинга криптовалют. Умар Кокович, я думаю, это прекрасно помнит. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете энергосистему. И я уверен, я вижу настрой, вы еще дальше будете поддерживать. Но почему не сделать некий наш проект, такое модное слово? Почему не датировать больше денег, хотя бы 500 миллионов рублей, чтобы не попадать в ситуации, когда речь идет о 900 миллионах или о 2 миллиардах рублей на перетоки и так далее. Мало того, при проведении этих работ снизятся нагрузки на сети, и перетоков нам таких не нужно будет. Я думаю, что под руководством людей, которые знают, как это делать, мы можем очень быстро оснастить прибор. Нужна поддержка энергетики. Теперь третий момент. Кто отменял инвестпрограмму? Кто отменял? 4-й момент. Мы от Министерства экономики слышали о неком кредите, о котором речь идет в рамках взаимодействия социально-экономического развития Республики Абхазия, во взаимодействии 2 правительств. Да? Мы знаем, что это фиксируется протоколами межправкомиссии, о том, что они договорились или хотели договориться о том, что можно взять кредит на проведение этих работ, на установку прибора учета. Если уже экономика есть, а экономика уже есть, даже при существующих тарифах, я это еще раз говорю, можно уже, растягивая этот кредит, потому что экономика, это не железнодорожный кредит, при всем уважении, здесь уже есть экономика. Просто собрать бы, а для того, чтобы собрать, нужно помочь Черноморэнерго. Слушайте, у нас такие ресурсы появились. Кто сказал, что эти 20 миллиардов рублей нужны здесь и сейчас? И опять же, без корреляции, без того, чтобы эта сумма опустилась в конкретных цифрах. Мое видение, что при подходе государственном, кстати, энергетика не вся государственная, еще раз повторяю, генерацию строить можно. Нужно просто сосредоточиться, распланировать
Люди опытные есть в этом отношении. И просто начать работу, понимая, что следующей зимой, ну, мы понимаем, что следующей зимой мы попадем в эту ситуацию. Очень коротко, может быть, не на все ответил, но считаю, что у нас есть возможности реализовать этот проект без привлечения инвестиций в эту отрасль и при этом контролировать и энергетику, и сеть. Спасибо. Самый главный ключевой вопрос – контролировать. Контроль не можем. Даже Самое над главное – это не этими воровать. знанием или что ли. Не воровать, не грабить. Это самое главное. Да. Ты понимаешь, может Давид. как главный энергетик страны. Ахарет Харахов. Да. Эдик. Давид, помогите энергетикам, они все сделают. Когда дома воруешь, никто не арестован. Сгенерирует, что такое 40%? Миллиард 700. Миллиард 700. Оттуда начинаются наши... Нет, наша миллиард 700. Наши миллиард 700, повышение миллиард 700 кризисные моменты. Да. Правильно? Но экономия электроэнергии в 30% как раз приведет к этим цифрам, ну, к 2 миллиардам приведет. Минимум 30%. Да. Но сейчас 3 миллиарда. Экономия... Сейчас 2,5 миллиарда. Да. Но я говорю от того, что было. Было 3 миллиарда. Стало сейчас где-то 2 еще. И продавать ничего не надо. 400 миллиардов сократили. Сегодняшний день потребление 2500. Правильно я говорю, я заблуждаюсь. 2500 мы берем. Можно я с учетом того, что мне все-таки я высказался по поводу того, что надо что-то менять в том разрезе, значит, было, которое сказано Платоновичем. Аслан Георгиевич дал свои комментарии по этому поводу, сослался на вчерашнюю встречу с вами и так далее. Ну, я начну тоже по порядку. Аслан Георгиевич, вы привели в пример наше недружественное государство Грузию, но не отметили, что там у них есть альтернативный источник, имеется в виду газ. Если бы газа не было бы, наверное, они таких результатов не добились бы. Это первая реакция моя, которая пришла сразу на те цифры и проценты после установления серьезного контроля над расходами электроэнергии. Люди начали там выбирать. У нас такой альтернативы нет, и добиться такого процентного соотношения экономии, я думаю, у нас не получится. Второе. Ну, не знаю, надо смотреть и так далее. Что касается документов 2017 года. Я, честно говоря, тоже с ним знаком, и прекрасно ты не помнишь, мы с тобой вместе работали в правительстве и так далее. Сегодня 2023 год. Заявлять о том, что там по некоторым позициям можно существенно спустить затраты, я бы сказал, это чуть-чуть так, для меня, во всяком случае, неосторожно. Я приверженец того, чтобы провести новый технический аудит энергосистемы Абхазии. На сегодняшний день, в следующем году, найти эти деньги, уважаемый депутат парламента, найдите, пожалуйста, эти деньги в бюджете. Я, может быть, смогу сам в городе сделать техническую часть вопроса. Она у меня уже, в принципе, есть. Нужна некоторая детализация. Для того, чтобы понять, где чего нам нужно делать. Я имею в виду в сетевом, кабельном хозяйстве, по высокой, по низкой. Здесь плясать цифрами, знаете, я тоже умею, сейчас начну вспоминать. Там было разбито, кстати, несколько стадий. Ты правильно говоришь о том, что это не сразу нужны деньги, 20 миллиардов. Там было разбито. Но сейчас ситуация изменилась. Я вам хочу сказать, потери по городу Сухум, они не сегодня стали 98 миллионов киловатт-часов за 10 месяцев. В прошлом году они были 95, в 2021 году были 80 и так далее. Один год были 60. Откуда это берется? Из-за изношенности сетей. Поэтому ситуация 2017 года сегодня совершенно другая у нас. Во всяком случае в городе. Поэтому много чего делается, конечно, по инвестпрограмме и так далее. Вот. Поэтому теперь, что касается там, пересмотра и так далее, тарифной политики, влияния бизнеса на тарифную политику, вы знаете, что я пока все 30 лет доверяю своему правительству, своему президенту, депутатам парламента и так далее. И уверен, что ни один бизнес не сможет взять зависимость руководства страны, всегда социально ориентирован. Это мое глубокое убеждение. Бизнес будет влиять, или отдельное лицо будет влиять на какую-то тарифную политику. У нас еще есть, помимо этого, общественность, которая очень чувствительно реагирует на эти вещи. И там мышь не проскочит. Я так это понимаю. Другое дело, что, вот, как сказали мои коллеги здесь, да, депутаты парламента, надо работать над тарифами.
Там, и, кстати, в следующем году не 2,70, а меньше. Там, Не в следующем году, в 26 когда году. говорил, да, сказал, что у нас будет там, вот 2,70. В следующем году повышение, в 1,80, 26-м да. 2,70. Ну, в 26-м еще там 3 года. Кстати, я тоже противник, допустим, если меня лично спросить, что такой тенденции, да. Но при всем при этом, то, что предлагают депутатами, конечно, это хорошая вещь, да, посмотреть по социальной градации, скажем, социальному лифту, кому какой тариф применять и так далее. Может быть, это тоже улучшит состояние платежной системы, говорить о том, что население будет платить, ну вот ты сам говоришь о цифрах 55% на там 17 год, на 18 год. Там вот если посмотреть, 90% было у нас с тобой собираемость от юридических лиц, а физики всегда... Я сказал общая собираемость. Да, общая, да. Но она же упала. В смысле? Нет, не упала. Она не упала, потому что упала у нас и юридические лица тоже провалились. Ислам Петрович, сразу, извините, пожалуйста, сразу просто. В 2020 году собираемость, значит, 40%, в 2021 году 34,9%. Может, по городу Сухум у вас информация такая, я говорю общую собираемость по Черноморэнерго. У меня цифры все есть. В 2022 году 41,7%. То есть 2020 года 40%, 2021 45%, в 2022 году 42%. Сейчас, я, честно говоря, что? Ну, дадите свои комментарии, у меня цифры по городу немножко другие. Город считается один из таких привлекательных и выше процент дает по собираемости. Здесь немножко скептика в том плане, что лучше пересмотреть тарифную сетку и попробовать по ней поработать. Теперь, что касается привлечения инвестиций, да? Там был разговор о привлечении некого межгосударственного кредита, там, использование возможностей нашего республиканского бюджета и так далее. Ну, над этим, наверное, Министерство экономики работает, да, свои комментарии и так далее. Да? Но мы говорим, вот я, например, другие тоже альтернативные вещи рассматриваю, но при всем при этом рассматриваю почему? Потому что я пока в городе нахожусь, у меня сети могут лечь. Я вижу, какие потери, я вижу состояние дел в городе, да, и периодически чрезвычайные ситуации, которые возникают. При этом я уже сказал, что касается майнинга, хотя тут многие говорят о том, что там все равно там огромная крыса. Я считаю, что по Сухуму, если что-то есть, то это самый минимум, который можно взять по стране. Имеется в виду по майнингу и криптовалют. Но то потребление, которое сегодня тратит на себя город Сухум, оно сети в очень плачевном состоянии. Я уже сказал про цифры. И тоже планирую провести технический аудит в 2024 году. Даст Бог возможности, в бюджете мы на это дело предусмотрим, и тогда будем формулировать свое предложение. Теперь, что касается, еще раз, да, привлечения инвестиций, влияния на тарифную политику, я свое мнение сказал. Вот. Но есть другие формы привлечения инвестиций, при том, что государство остается собственником своих сетей и при всем при этом остается регулятором тарифной политики. Например, могу привести пример, кроме сдачи в аренду, создания совместных предприятий. Совместные предприятия как раз таки самый быстрый путь к вопросу лоббирования возможного изменения тарифной политики. А есть такое понятие, допустим, в Российской Федерации это называется проектное финансирование, других европейских, в Соединенных Штатах, в азиатских странах и многих других, есть такая формулировка, как BOT. Build Operation Transfer, то есть это передача в управление, не в собственность, а в управление. Той или иной компании, которая может зайти в проект своими деньгами, отработать, вернуть инвестиции, заработать. Что-то может типа концессии, но в концессии тоже есть свои минусы. То есть, да. Вот. Поэтому приглашение управляющей компании вложить деньги на определенный срок, это не десятки лет, допустим, да, я сейчас отслеживаю выручку, да, по городу Сухуму, хочу понять, какой потенциал возврата инвестиционных денег. При этом, что все остается государству, и никакого разгосударствления в этом случае нет. Приглашаешь на временной промежуток компанию, отработала, вложила свои деньги, вернула инвестиции с каким-то определенным заработком, который заранее можно посмотреть, никакого влияния на тарифную политику. Вот таким образом, та или иная компания, по которой можно было бы объявить конкурс, точно так же возвращается к себе и возвращает, то есть управление государством.
Вот одна из форм привлечения инвестиций. Почему на эту тему никто не говорит? Почему, как только слово инвестиция, сразу все подпрыгивают, все продали, энергетику продаем, тех продаем, этих продаем и так далее. Я прошу... Так и происходит. Потому что мы только Не, одна подождите на слышим. секунду, что так и происходит? Без применения таких форм, о которых вы говорите. Происходит это без применения Ну, таких вот, форм. прежде чем говорить о том, что кто-то что-то собрался продать или куда-то Нет, никто не реализовать, говорит о том, давайте что детали. продать. Давайте детали. Ну да, подоплека, она всегда присутствует, понимаете? Я понимаю, вот Аслан Георгиевич у меня согласен, он говорит, что бизнес всегда преследует заработок денег, всегда будет лоббировать свои интересы и так далее. Но если мы на уровне государственных органов, правительства, например, того же парламента, согласия парламента, принимаем такой документ, он носит нормативный характер, извините меня, даже договорной документ, если это некий договор по привлечению той или иной компании на временной промежуток, которая вложит деньги, оздоровит нашу систему, и разумеется, с графиком возврата денег, четкими гарантиями, с установлением сроков. Там 10-15 лет, пускай это будет где-то, ну, может быть, где-то в районе. Допустим, по городу Сухум, я сейчас приблизительно, у меня картинка вырисовывается, от 10 до 15 лет городу хватит, чтобы отработать деньги и вернуть назад. Вот так вот. И еще, если там вообще думать о привлечении инвестиций, можно было бы, допустим, такой же использовать для привлечения инвестиций в имеется в виду в генерацию. Ту же генерацию. Вот у нас стоят объекты, там аренда, не аренда, использование. Остается все у государства. Государство регулирует. И регулятора тарифной политики в том числе. Но при всем при этом вся выработка должна идти в сеть. Наша цель, чтобы от любой генерации, которая будет реализована на территории Абхазии или восстановлена, она должна идти в сеть. Другое дело, после восстановления, какая тарифная политика будет у того или иного предприятия для того, чтобы продать государству. Это тоже можно на берегу все обсудить, до того, пока будут подписаны какие-то документы. Поэтому я вот с этой формулировкой, в принципе, что инвестиции это плохо, что это риски для государства. Надо, конечно, здесь посмотреть это разграничение, как говорит Аслан Георгиевич, посмотреть потенциал, сколько мы можем от государства вложить в эту систему. И то, что не хватает, посмотреть для того, чтобы привлечь на условиях возвратности. Но ни в коем случае не передавать ничего, никакой имущественный комплекс. Это управленческие вещи. В данном контексте, Аслан Георгиевич, закон это запрещает. Ты прекрасно это знаешь. Поэтому я вот планирую, если у меня получится все-таки понять до конца концептуальную вещь, способна ли, допустим, городская сеть отработать эти деньги, вернуть установленные сроки, я не скрываю, приду с предложением к депутатам парламента, скажу, вот такая-то картинка, пожалуйста, вот сроки, вот такие объемы инвестиций есть, можем здесь провести конкурс, хотите, вы приглашайте, кто даст самые лучшие условия на возвратную основе, не то, что на возвратной основе, на определенном временном промежутке времени, который отработает, и также уйдут и передают нам. Ислам Федорович, знаете, почему в обществе такой вопрос, я сейчас скажу, потому что мы впервые такое, условно, даже такую форму, неважно, согласны, не согласны, это можно обсуждать, слышим от мэра города Сухум. Не от Министерства экономики, не от правительства, при всем уважении, а от мэра города Сухум. Потому что, ну, по компетенции, да, скажем так, конечно, нужно обсуждать любые возможности. У нас сегодня есть такая, слава богу, да? Нам нужно обсуждать. Если речь идет о сохранении энергосистемы в лоне государства, и при этом есть какие-то возможности, надо говорить, надо читать, надо смотреть. Почему это мэром беспокоит? Я понимаю. Я не стал углубляться, как многие здесь высказались, о своем богатом опыте работы в энергетике и так далее. У меня тоже есть определенный опыт на разных должностях, как говорится, накопил определенный опыт. Поэтому есть сформулированное предложение. Накопились, да. Спасибо. Спасибо. Уважаемые гости, я вас приветствую. У меня есть вопрос, у меня несколько вопросов, конечно, появилось. Мы вчера провели хорошую очень встречу и, честно говоря, много чего интересного услышали. Я один из своих вопросов хочу Резу Платоновичу задать, если можно, конечно, Резу Платонович. Надеюсь, вы сможете ответить. Мы, конечно, всю информацию, которую имеем, мы имеем, ну, она была у нас на уровне слухов изначально, но вчера какую-то информацию более такую профессиональную мы получили. У меня вопрос следующего характера. Я, насколько знаю, у вас есть некое предложение по перепадным в городе Галма. Правильно я так понимаю? Да, наверное? Я бы хотел задать вам такой вопрос. Вот мы еще из вчерашней нашей беседы получили такую информацию, что есть некие люди, которые тоже предлагают свои услуги по реконструкции этих перепадов.
Наверняка вы о них тоже слышали, наверное. Да, это речь идет о станции Индульгес, конкретном человеке, это Боня, который предлагает некие услуги. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как вы можете нам, я думаю, что здесь нас всех это интересует, и мы почему-то к этому пока до сих пор не пришли. Почему ваше предложение, вы считаете, оно более актуальное для Абхазии? Вот можно это вкратце, в двух словах, нам, непрофессионалам, вот пояснить. Вот такой вопрос, если можно. Спасибо за вопрос. С точки зрения, много обсуждали об инвестициях, о формах инвестиций. Они бывают концессии, очень разные, да, но слово инвестиции и деньги инвестировать, деньги никто не отменял. Их как угодно можно обзывать, называть, но все равно это приводит к тому, что мы привлекаем деньги, чужие средства, которые приходят. Хорошо или плохо, да, это? Ну, это та мера, которая требует экономика. Это сегодня экономическая необходимость и сообразность. Мы говорим, мы не имеем, и нам нужно. Но следующий вопрос возникает, а кто у нас есть? Кто-то нам предлагает инвестиции, есть какие-то инвестиции, которые уже просчитали, которые привели к какому-то тарифу, о котором мы так говорим, что они будут большие, маленькие. Во всем мире, везде, даже в Абхазии, на хлеб устанавливает государство из расчета реальных затрат на производство. И то же самое будет, есть уполномоченный орган, который должен быть, заниматься непосредственно установлением тарифной политики и самого тарифа по каждому виду деятельности, участвующих в субъекте энергетики. Что касается, если быть коротко, это потому, что ни от каких инвестиций нельзя отказываться. Все надо рассматривать, все надо смотреть, обсуждать и смотреть, насколько они сегодня необходимы в экономике. Для потребителя я хочу сказать, что не имеет значения, чей электрический ток сегодня приходит. Ему важно, чтобы он был надежный и соответствовал качеству. И цена была минимальной. Не имеет значения, он частной генерации приходит или из государственных, или откуда удобно. Лишь бы он был и работал по законам Республики Абхазия. Что касается Ингури, вообще той истории сетевой компании, мы все должны понимать четко, что сегодня весь каскад и весь комплекс работает по законам Республики Грузия. Мы же это понимаем. У меня вопрос. Мы хотим иметь еще, чтобы работало еще несколько генераций по законам Республики Абхазия? Или все-таки мы хотим, чтобы иметь собственную генерацию, которая будет работать по законам Республики Абхазия и создавать, как я ранее сказал, свою энергосистему? У меня такое видение. Я так вижу решение проблемы. Более, я видел дальше концепцию, что не перепарная станция 1 и Ингури не работает по законам Грузии, а работает по законам Абхазии. Когда мы туда зайдем и будем эксплуатировать, и об этом никто не говорит, что если перепарная станция 100% будет работать на нас, и мы будем ее сами эксплуатировать и придем к этому, что мы не 300 миллионов возьмем, а 700 миллионов возьмем, 650-700 миллионов киловатт-часов. Это подспорье государства, это тот самый там резерв, который у нас есть, к которому мы должны прийти еще до прибора учета. А приборы учета, установка, инвестиции. Сегодня то время пришло, когда надо весь комплекс считать. И законодательство, которое запрещает, Александр Федорович говорит, рубли рассмотрения инвестиций. Нужны инвестиции? Давай посмотрим. Когда они нужны? Когда государство не справляется с задачей. А что здесь является основным? Основным является все то, что может следить государство. Может достойно содержать государство. Ведь 30 лет оно было государственное, и мы все жалуемся, что стало плохо. Так давайте теперь вернемся к частным инвестициям или просто к инвестициям. И скажем, что может содержать государство достойно, то надо оставить за государством. А все, что нет, мы сегодня рассматриваем как инвестпрограмму, как инвестиции. Частные, смешанные, там, с концессиями, с общим капиталом, с разным капиталом. Не имеет абсолютно никакого значения. Как мы договоримся, как будет потребитель у нас. Вот так будет зависеть от этого. А я считаю, перепадная станция, если сегодня государство не может, и мы отдаем только, рассматривается только в аренду, и есть один единственный человек, одна компания на протяжении 5-6 лет, который президент и все остальные руководства уговаривают, давай проинвестируй нашу. На что сегодня 50 на 50 стоит вопрос, будет инвестиции или не будут. Я все говорю откровенно, мне нечего скрывать. Так будет справедливо, так будет быстрее к реализации проекта. Говорим там 70 на 30. А кто-то посчитал, как это определить 70 на 30? Интересно 70 на 30 или плохо 70 на 30? Давайте посмотрим, сколько вложений нужно сделать.
Среднее вложение, данный проект, я немножко отойду назад, скажу вам, в 2012 году, по моему глубокому настоянию, Сергей Васильевич Багапш еще перед смертью написал письмо президенту Путину о том, что, или Медведеву, а Путину, о том, что прошу вас рассмотреть возможность восстановления перепадных станций 2, 3, 4 с целью дальнейшего создания общей энергосистемы. У меня есть письмо, оказать содействие. Когда Путину попало письмо, естественно, отписали в Министерство энергетики Российской Федерации. Отписанное письмо Министерства энергетики Российской Федерации попало в Русгидро предоставить предложение по восстановлению перепадных станций 2, 3, 4. На что Русгидро выделило 250 миллионов рублей для определения стоимости технико-экономических показателей, чтобы представить Министерству энергетики. Тогда я еще работал, но в 2013 году я уже перевелся туда, в Русгидро работать. И этот проект, как один из всех остальных задач, которые у меня стояли, был поручен мне, так как я его начинал, я его вел, сказали, ты в нем разбираешься, доведи. Компания Приори тогдашними деньгами оценила 96 миллиардов рублей. Я даже в презентации показываю сам проект. Русгидровский Приори, там 408 страниц, 3 тома. У меня есть, я его покажу вам, чтобы я не был голословен. Я исхожу из абсолютных цифр, могу в них ошибиться. Но когда я сказал, а какая будет экономика, как будет возврат, ведь всего вырабатывает перепадная станция от 80 до 100 миллионов киловатт-часов. Даже если цену электроэнергии мы будем держать рубль, то это 100 миллионов в год выручка. 100 миллионов в год. Снимите эксплуатационные затраты, а вложение 3 миллиарда. Вот сейчас новое расчетное определение, да, укрупненная стоимость. 3 миллиарда. Представляете, сколько лет нужно окупать? 2 миллиарда, 160 миллионов, 3 миллиарда все равно инвестиций. Вот вам сложение. И когда мы это посчитали, когда Русгидро был до Евгения Вячеславовича, говорит, ты знаешь, Владимир Платонович, его, наверное, надо будет называть социальным, потому что будем просить у президента, чтобы он выделил его не коммерческим, не бизнесовым, а только как социальный проект. И вот на этой среде все произошло, больше никто движений дальше не делал, больше никто не двигался вперед, и на этом весь проект остановился. И никто ему не придал ноги. Вот так до сегодняшнего дня стоит. В 2017 году, после завершения станции строительства Сухумской ГЭС, один из акционеров, которого я считаю своим другом, близким и достаточно доверительным лицом, я его, вы знаете, я занимаюсь тем, что я знаю, тем, что я люблю, и тем, что я посвятил много лет жизни. Возможно, уже мало времени в жизни осталось, чтобы все остальное посвятить таким прогрессивным настроениям. Но я смог его уговорить в 2017 году написать письмо еще президенту, тот, кто был, вы помните, да, о том, что начать восстановление, рассмотреть возможность восстановления перепадной станции 2. Всегда стоял 2, 3, вот в этих производствах. Никакого ответа не было. Никакого. После этого все равно стал такой интерес. Слушай, а как страна, у которой появляется с каждым годом дефицит, неинтересные инвестиции? Не рассматривают их. Даже не смотрят, не приглашают инвестора, который 3 миллиарда готов пронести. А вот теперь сколько лет? И сегодня, просто я уже, вот, у меня спортивный свой профессиональный интерес уже. Мы хотим инвестиций, мы хотим их рассмотреть. Давайте рассмотрим их осознанно, без политики, без политических составляющих. Говорим, я официально заявляю, 3 миллиарда нужны инвестиции. Я покажу все обоснование еще с 2016 года, 14-16 год. Я покажу вам 3 миллиарда, выработка станций 80 миллионов, 100 миллионов. Вот сложите цифры и скажите, этот инвестор нам нужен? Он нам принесет пользу? Всю вырабатываем электроэнергию, условия отдачи обязательно в общую энергосистему. Других правил нет. И правило устанавливается. Тариф, расчетный тариф Министерства экономики или уполномоченный орган. Правило расчета тарифа. Законодательно принимается парламентом. Правило тоже будет прописано вот в этих реформах, что правило расчета тарифа должно быть утверждено законодательно. Вот вам и ответ. Нужны и не нужны. Вот эта стадия сейчас рассматривается. Если сегодня большая часть общественности говорим, нет, не нужно, и то мнение, о котором там сегодня говорят о том, что не нужны такие инвестиции, все, или разгосударствление, не разгосударствление, это такое слово, разгосударствление, знаете, оно так это в ухо режет, что, знаете, аж убежать хочется куда-то, да? Что такое, что один человек только родину любит, больше никто не любит, что ли?
или мы что, не участвуем в экономического процесса, или мы никто не должны себя реализовать. Мы все так же любим, как-то Вячеслав Федорович высказал, хорошо, говорят, что только вы любите Родину. Мы все так же любим, и мы все должны иметь равные права в своей стране. И вот вам, рассмотрите, да или нет, и больше никакого вопроса не стоит целью, задачей, каким-то там правильным, неправильным пути пробраться туда, инвестировать. Оно открыто. Есть другой конкурент, пожалуйста, это лучшие условия. Ведь лучших условий можно добиться там, где есть конкурентная среда. Ее нужно создавать. А если мы не создаем в нашей экономике привлекательность, это я уже говорю как председатель комитета по экономике, то никогда инвестиции не придут. Благонадежность и экономическая целесообразность. Найдите в ней 3 миллиарда 100 миллионов киловатт-часов. Найдите еще инвестора, который во вторую, в третью вложит. Ну, вот здесь есть люди, которые утверждают, что есть такие предложения. Грузия. Ну, я не знаю, Грузия, Италия, может быть. Вы хотите, чтобы грузинское юридическое лицо было? Можно там пояснить нам, да? Сегодня у нас и так работает 300 с чем-то человек, и половина из них кто такие, никто не знает. А еще вот на этой канальной полосе будут работать еще огромное количество людей. 150 человек, из них будут 50. Какое-нибудь решение приняли, а там время покажет. Вообще-то было 2 Никто не говорит, Давайте послушаем специалиста, что он хочет сказать. Давай там не комментируйте, пожалуйста, да, вот там, Матишич. Выработка электростанции есть два показателя. Установленная мощность и годовая планируемая выработка. Установленная мощность станций, которые перепадные 1, 2, 3 составляли 40 мегаватт. 2 машины по 20 мегаватт. Но это было рассчитано, исходя из водно-технического потенциала воды реки Ингури. Станция в 70-е годы, когда началось строительство, ее начали строительство, она рассчитывалась как пиковая. Общий объем всего каскада, включая Тубары, около 11 гидростанций должны были быть 27 миллиардов киловатт-часов. Должна была бы выработка. Сегодня при проведении новых гидротехнических исследований станция может дать тогда под тех больших мощностях могла дать 120 до 120 миллионов одна. То есть две машины, одна станция 120. Сегодня при пересмотре необходимости установления там 20 мегаваттных машин нет. Стоит вопрос установления от 2 15-мегаваттных машин, потому что дальше экономической целесообразности из расчета топлива, так называемой воды, нету никакой экономического эффекта. Оно может носить только там мгновенный, 3 часа может работать станция под максимальную нагрузку по 40 мегаватт, дальше будет просто мощность. Резо Владимирович, тогда 2 по 15, это итого 30, и вы говорите все равно 100 миллионов, но как-то не вяжется, потому что 100 миллионов это 11 мегаватт мощности, у вас даже наполовину не выходит. Если вы хотя бы наполовину будет станция задействована, уже должно быть 150 миллионов. Я не сильный энергетик, но справочный материал иногда читаю. Да, давайте так. Еще раз, пожалуйста, я вас очень прошу, со мной по техническим показателям не спорьте. Не спорю, нет, я просто интересую. Высказывание ваше носит такой публичный характер. Не публичный характер. Вы тут публично уже столько всего сказали. Вот смотрите, рассчитывалось 2 по 20. Рассчитывалось 2 по 20. Итого 40 типа, да? Рабочую тут, как Резо Платонович говорит, там какая-то должна быть, бывают пиковые вещи и так далее, да? Но, ту информацию, которую, допустим, до нас была доведена раньше, позже, я тоже работал в правительстве, руководительской комиссии когда-то и так далее, в районе 20 мегаватт. Оно должно было как бы, да, в среднем режиме. Нет, то, что вы сейчас, ну, хорошо, нет, вы тогда у вас... Я вам преподам маленький урок, все вам станет понятно. А тогда смысл, зачем ставить 2 по 15, если вы 11 собираете из всего 30-мегаваттную мощность, зачем ставить? Это экономика, что ли, другая? 2 по 15 ставите, а вы цифры даете 100 миллионов, которые дают выработку в среднем в год 11 мегаватт. Согласно водно-техническим персоналам, вода бывает паводкой. Тяжело вам объяснить, Вячеслав Федорович? Ну хорошо, да. Ну давай попробуем, попробуем. Давайте попробуем. Подождите, дайте рассказать. Показатели у станции следующие. Да? КПИ, коэффициент полезного использования.
Коэффициент полезного использования воды КПИ перепадной станции равен 3000 часов в году. Коэффициент полезного использования других гидростанций иногда достигает до 5. Это лучший показатель. Если мы возьмем сейчас в разрезе года, то зимой эта станция, перепадная станция, будет давать не более 5 мегаватт, 3 мегаватта. Даже можете стоять, накапливать воду. Но в паводковые времена 4-5 месяцев она будет работать в 30 мегаваттах на полную нагрузку. И часть воды, когда будет большой приток, сливать. И сравнивается годовая выработка. Вот такая амплитуда выработки идет, когда ты летом, весной мало-много воды, у каждого месяца есть средние показатели приточности воды. И когда мы посчитали 450 кубов разделить на разрез года, и так как Беслан Федорович считает, не считается в энергетике, считается годовой водно-технический. А вы уже провели расчеты, да? Да. По воде произвели расчеты? Я вам покажу. Наверное, презентации будет, да? Когда Да, я вам все покажу на достаточно Хорошо, большом. спасибо. Давайте продолжим. Аслан Георгиевич, пожалуйста, Спасибо, ваш спасибо. комментарий. Сейчас это микрофон передадут. Высказаться нам. Не, очень хорошо. Давайте послушаем аналогичное мнение. Интересно же будет. Альтернативу. Всех соединить и принять решение. Двигаемся. Нам бы в такой энергии, да, в одну сторону идти. Ну, видите. Все вместе. Аслан Георгиевич, в одной стороне не получится. Мы же не в Северной Корее. У нас демократическое государство, есть разные мнения. Мы, по-моему, в демократию заиграли. Нормально, нормально. Ладно, по теме. Сейчас здесь было выступление Реза Платоновича. У меня вот здесь даже не один, а ряд вопросов возник с, конечно, моими тоже комментариями. Ну, первый вопрос. Речь шла о каскаде перепадных ГЭС, что мы условно с теми партнерами, с которыми мы работаем 30 лет, даже несмотря на то, что у нас значит, взаимоотношения очень жестокие, да, с Грузией, что у нас не урегулированы эти все процессы и так далее. 30 лет, да, мы работаем во взаимодействии с грузинской стороной и по сути являемся партнерами в энергетике. Еще раз хочу сказать, что я говорю такую фразу, вчера, не на словах, а по факту, я бы сказал. То есть уникальный объект, который находится в приграничной зоне и условно в середине объекта проходит граница. Вот так получилось. Ну, кому, как не Резу Платоновичу, в том числе, знать об этом, он хорошо это знает. Соответственно, мы в этом взаимодействии работаем 30 лет. И тут, когда речь идет о привлечении частных инвесторов, мы начали артикулировать и звучать такие слова, как «нужно забрать у грузин». Ну, что значит у грузин? Все, что находится на территории Республики Абхазия, является абхазским, если это государственное. Это факт. Теперь, что касается того, что именно перепадный ГЭС, здесь речь идет даже не о тех, я насколько услышал, которые не восстановлены, а здесь речь шла и о первой перепадной ГЭС, потому что речь пошла о 700 миллионов киловатт-часов. Он справочно говорил, какой был объем. Нет, Абхазия может получить 700 миллионов киловатт-часов. Вот сейчас, я такое услышал. Реза Платонович, я правильно услышал? Как слышал, да не скажи. Ну да. Значит, раз так слышал, это вообще, ну, как понять. У нас есть некий баланс. Я не вам объясняю, я объясняю вот здесь. Да, я понимаю. Но я все-таки хотел у вас уточнить. Я хочу их мнение Уточнить у вас. более ничего другого. Ну да, тогда я тоже, если будет такая возможность, посредством вопросов в ваш адрес, тоже хочу их мнение сформировать. Да, я свой адрес, если Так вы вот. хотите со мной дискутировать или там полемику, давайте. Нет, здесь дискуссии нет. Здесь дискуссии не будет. Так вот, нет, ну мы уточняем вопросы, это же нормально, да, такой же формат должен быть. Так вот, когда речь идет о том, что, собственно говоря, мы работаем по основному сооружению, по перепадной ГЭС 30 лет, с грузинской стороны, получаем эту электроэнергию во взаимодействии, никого это не смущает. Никого не смущает, когда мы ездим по туннелям, наши государственные чиновники совместно с грузинской стороной ходят в туннели и говорят, да, мы вместе это делаем, потому что это нужно для всех, для нас. Никого это не смущает. Но почему-то начало смущать по элементу этого комплекса. Кстати, в рамках возможной выработки, это действительно элемент этого большого комплекса. Это всего лишь элемент.
И когда кто-то очень удивленно говорит о том, что есть предложение грузинской стороны, слушайте, этот объект общий. И грузинам он принадлежит, и нам. Нам, кстати, принадлежит в том числе плотина, которая в Грузии находится. Рано или поздно Грузия нас признает, я в это верю. Я говорил эти фразы вчера. И рано или поздно мы, наверное, с ними акционируемся, или у нас будет какой-то такой формат. Теперь вопрос. Это часть общего комплекса, по которому мы работаем. Что именно сегодня случилось? Они также восстанавливали первую перепадную, глобальные работы там проводили не один раз. На Ингургесе глобальные работы проводили. Нас тогда ничего не смущало. Сейчас, когда речь пошла о частных инвестициях, извините, пожалуйста, нас смущает, что условно в том же формате мы восстановим, опять же, часть этого объекта. При этом получим до 50% этой выработки. Нас не смущает это. Правда же? То есть, это первый вопрос. Второй вопрос. Да, мы можем содержать объект, да, если он частный. Частники должны завести сюда специалистов. У нас со специалистами что проблема, я думаю, Реза Платонович лучше нас знает по содержанию этих объектов. Но я хочу задать вопрос, за какие деньги? То есть в этом случае Абхазии придется платить деньги. В случае, если Ингургес восстанавливает эти объекты, Абхазия как 30 лет не платила денег, так и сегодня не будет платить. И получит 50% этой генерации. Тогда возникает вопрос, мы должны еще и денег изыскать, чтобы покупать эту электроэнергию на Абхазию? Или любой инвестор, он хочет социальный проект реализовать, чтобы дарить эту электроэнергию? Тогда у меня такой вопрос. Дальше. В 2017 году действительно ООО «Сукумгэс» обращались в адрес правительства не с учетом восстановления, а с учетом приватизации этих объектов. Я это письмо очень хорошо помню. И теперь, что касается равных условий. У нас у всех равные условия, как у граждан Республики Абхазия. Но мне кажется, здесь, в этой аудитории, наверное, мы должны больше говорить не о интересах частного инвестора, а о государственных интересах. И, наверное, задача государства сбалансировать взаимоотношения бизнеса с государством. И когда мы говорим о комплексе Ингургес, на мой взгляд, это вопрос как раз немножечко в политической плоскости. Потому что если мы будем вести себя как попало на перепадных ГЭС, например, мы можем пострадать по основному сооружению. Мы это прекрасно знаем, потому что речь идет о воде, Беслан Федорович. Вся вода поступает с территории Республики Грузия, кроме там части там, Перебросской АЭС, которая не даст такого количества нужного и так далее. У нас есть система взаимодействия с этой стороной, да, с Ингургесом. У нас бывают перетоки оттуда сюда и так далее. Многие вещи приходится говорить, которые публично, но мы старались не говорить. Да? И если этот баланс будет нарушен на сегодняшний день, пока у нас нет признания, нет этих взаимоотношений, взаимодействий, и если мы не будем согласовывать, как мы, так и они с нами, и это факт, у нас может плачевно закончиться по основному сооружению. Если кого-то не устраивает, что мы работаем с грузинской стороной по Ингургесу, ну давайте прямо сейчас обесточим Республику Абхазия с той стороны, откуда подается электроэнергия с комплекса Ингургес. Мы готовы на это? 30 лет мы не готовы были на это, сейчас стали готовы. То есть вот эти некоторые риторические, а некоторые конкретные вопросы у меня остаются по этому проекту. Спасибо. А можно мне вопрос? Слушай, ну, интересные вещи вы говорите. Вы говорите интересные вещи. Может быть, вы как-то прокомментируете? Давайте Резу Платоновича послушаем. Как-то он же может прокомментировать. Ну да, вы Вы свою вот эту концепцию предлагали нашему президенту? Он знает об этом или как? Ну, или же у него есть, ведь, наверное, какие-то свои соображения по вашему... Перед уходом с работы со мной связывался на тот момент заместитель руководителя администрации президента Нанда Джансук Эдуардович с просьбой написать справку на главу государства. Я, в принципе, повстречался со всеми, кто имел отношение к энергетике со стороны исполнительной власти, кроме как с президентом. Но я задал вопрос, о чем должна быть справка. Ну, точного ответа мне не дали, поэтому я написал в
в своем формате, с содержанием, со всеми делами. И здесь у меня раздел достаточно большой, есть перспективы развития и необходимые системные решения в рамках энергоотрасли. Я в том числе там говорил и о газификации, я говорил об экономически обоснованном тарифе, я говорил о приборах учета, о Ингургесе в том числе, и по перепадным и так далее. То есть эти предложения, естественно, мои предложения звучали как, я даже не допускал того, что инвестиции, давайте более точно буду говорить, инвестиции, когда речь идет о разгосударствлении, да, этого я здесь не писал. Я здесь этого не писал. Соответственно, мое видение четкое, оно изложено. И мало того, с президентом мы еще и общались. У него. Наверное, такой же... У меня вопрос в связи с... У меня вопрос возник в связи с последней полемикой. Значит, мне кажется, опять же, это чисто дилетантское мышление, но если что-то не так, специалистов у вас здесь много, вы можете поправить. Специалистов становится меньше и меньше. Да. Мне кажется, что если бы была такая техническая возможность у Грузии остановить воду, которая идет на Ингургес, они это сделали бы 30 лет назад. Мне так кажется. Я думаю, что вам это кажется. Да, скорее всего, им этот свет, эта энергетика им больше нужна, чем нам нужна. И были года, когда они переходили на прогрессивные формы оплаты электроэнергии и тому подобное, когда они по 3 года сидели без света, и все дизеля, вот здесь, которые валялись у нас, они все скупили, даже газиковские моторы и тому подобное. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне так кажется, еще раз говорю, опять же, мое дилетантское мышление. Есть сегодня данность, что мы используем совместно эту гидростанцию. То есть она спланирована была так, что вот такая данность, вот и все, от него не уйдешь никак. Ни они не уйдут, ни мы не уйдем. Поэтому они нам бесплатно свет дают, поэтому они нам 40% подарили, поэтому они, примерно я говорю это самое. И на сегодняшний день, на станции, вы говорите, она наша собственность, на станции сегодня работает около 300 человек, получают зарплату в ларе, трудовые книжки у них грузинские, паспорта грузинские, они переезжают границу. Большинство с Гальского района. Какая разница? Какая разница для оформления документов на прием на работу, им нужны грузинские паспорта, иначе их не примут на работу. Далее, оно находится географически в каком-то укромном месте. Вот там, где можно по всей видимости, я еще из возможностей безопасности исхожу из того, наверное, наши силовые структуры как-то контролируют это количество людей. Мы сейчас хотим вывести на канал, там, где стоят наши доты, дзоты, оборонительный рубеж проходит по этому каналу. Мы сейчас выведем их сюда. Вы тех выведете сюда? Так, кого вы предлагаете? Может, вы не совсем понимаете, о чем идет речь? Нет, кто нам будет восстанавливать перепадные ГЭС? Умар Кокович, на первые перепадные ГЭС, это тоже по каналу, люди заезжали, там вообще тендеры проводят, компании заезжали, проводили работу, уезжали. И при Резо Платоновиче, и при мне, и еще что-то. Теперь, то, что вы говорите, это ваши, все-таки, при всем, очень уважаю вас, это измышление, что не могут там воду не подать и так далее. Третий момент. Если воду отведут, и построят там пониже, этого какую-то станцию, да, она вырабатывать будет меньше, чем абхазские объекты и так далее, но тогда вода не попадет и на перепадные ГЭС тоже. Понимаете? И теперь третий момент. Как когда-то? Давайте ускорим этот вопрос тем, что то, что у нас вместе с ними функционирует этот объект, давайте ускорим, начнем отрывать куски, чтобы они быстрее это. Так не будет, вода не поступит. Не будет, но у нас будет газовая генерация, у нас будет другая. Кто мешает этим заниматься? Это будет когда?
Давайте нарастим газовую генерацию, потом вернемся к комплексу Бургас. Я согласен. Я не думаю, что до газовой генерации они смогут там кран закрыть. Ну не уверен я в этом. Ну, газовую генерацию, если газ к вам подходит, можно за несколько месяцев. Мы не будем испытывать, короче, там... Звучно состоит из нескольких составляющих. Это проблемы с генерацией и линейные проблемы. Ну и третья часть это проблема с собираемостью. Вот вещи, которые я вам назвал, это как раз попытки выйти из каждой из этих проблем. Я понятно. Мы просто это все уже услышали непосредственно от специалистов, а от вас мы хотели услышать, глобальное видение есть или нет. Если нет, глобальное видение, как выйти, как выйти, вот вы знаете, я уже объяснил вам, глобальное видение есть. На сегодняшний день рассматривается проект стратегического двух газ, двух генераций. На это уйдет минимум 5 лет. Понятно. А вот на ближайший год что делать? Ближайший год только учет. Вы знаете как, пока мы люди... Он имеет в виду 900 миллионов рублей нашли. Пока мы объясним народу, что он не платит а он инвестирует, понимаете, энергетическую независимость республики. Он инвестирует именно независимость нашего государства, понимаете, и экономически от энергетики зависит все. Людям надо инвестировать. Это не плата за это инвестиции в наше будущее. Тогда у нас, может быть, что-то изменится. Чтобы вы понимали, в Очимчирском районе, вот сейчас я был недавно, собираемость 8%. А юридические лица 87%. Вот вся картина. Поэтому тут, когда в тарифах идет, я еще раз говорю, тариф определяется без стоимости электроэнергии. Когда в тарифах идет, надо рассматривать тариф по-разному. Кто-то должен платить. Как говорит, если я не доплатил, за меня должен Давид Чичевич заплатить, потому что мы ему тариф повышаем. Но Черноморэнерго должен получать по той себестоимости, которая ему нужна, чтобы развиваться. Вот о чем идет речь. Понимаете, надо посмотреть депрессивные регионы, там должен быть другой тариф. Городские другие должны быть, сельские другие должны. Есть люди, которые социально нуждающиеся, их надо освобождать от уплаты, но кто-то же должен этот дефицит покрывать. Тут это не однодневная, не одночасовая работа. Мы в течение 30 лет гробили электроэнергию, рубильник включил, и за 1 час это не будет. Но мы должны, еще раз, не политизируя, спокойно услышать все мнения, мы должны решать вопросы. Вы понимаете как? Я что не могу понять. Если мы, условно говоря, передадим эти генерирующие грузинской стороне, вот по той, как сегодня ситуация, то мы теряем генерацию. Генерацию забирает Грузия. Если мы привлечем туда, вся генерация остается нам. Я просто сейчас условно говорю, это все надо изучать. А что нам выгоднее, что нам нужнее сегодня? У нас дефицит будет, мы будем развиваться. Нам нужно регионы развивать. Посмотрите, 5 регионов, у нас вообще 5% экономики Абхазии. Их надо, а как без электроэнергии будет развитие? Как подключать их? Нам нужна генерация. Вот о чем мы должны думать сегодня. Где будет инвестор, нужен инвестор. Сюда тоже смотрите. Если мы будем ждать, когда мы все это, знаете, это будет время потеряем. Кто-нибудь анализ делал, вот, кто не платит деньги, они на самом деле нищие такие? Или они просто не хотят? Леонид Дмитриевич, 87 тысяч абонентов в Абхазии. Анализ надо делать. Посмотрели, кто не платит. Посмотреть В советское время система энергетика была привилегированной отраслью. И туда не все пускали. И тот, кто туда попадал из-за барьеров,
это были специалисты высочайшего класса. Но их было очень мало, единицы. И после того, как развалился Советский Союз и закончилась наша война, мы с вами оказались перед незащищенной энергетикой. Абсолютно незащищенной. Потому что когда-то энергетика охранялась вооруженными людьми. А тут он не защищен. Все население вооруженное. И что она сделала? Она уничтожила Сухумский ГЭС. Она уничтожила 3 перепадных. Она уничтожила Творчевский ГРЭС. И она не успела до главного каскада дойти. К счастью, Бог нас спас. Если бы мы еще взорвали бы главный каскад, вывели бы из строя 5 турбогенераторов, конечно, мы были бы на высоте. Я и не энергетик. Но я физик-прикладник и хорошо знаю законы Ома. Очень хорошо знаю. Среди вас тоже нет энергетиков, кстати. Ну, вы прошли какую-то школу, конечно, вы уже стали опытными людьми. В плане теории вы уже опытные. Но, вы знаете, вот все преобразования России, все преобразования, худшие преобразования, сделали финансисты и юристы. Чтобы вы это знали. Чтобы так не получилось, что мы можем тоже загубить все это. О том, что вы можете сесть за круглым столом и можете договориться, я сомневаюсь. Вы никогда не договоритесь. Потому что каждый видит свои интересы. У нас, начиная с улицы, по всем коридорам власти, все хотят быть приобщены к дележу в системе энергетики. Как у нас получилось так, что когда мы получили как это доступ... Давид Чич, извините, пожалуйста. Я закончу потом вопрос. Извините, пожалуйста. Значит, я хочу дальше продолжить. Вы хотели сказать, что у вас все было блестяще, правильно? Подождите, вы сказали, что у меня личные интересы. В рамках Естественно. моей- Объясните, Естественно, пожалуйста. что значит, не было бы личных интересов, вас бы не было в этом зале вообще. Подождите, Вы даже не подождите. видели. Подождите, вы что личного увидели? А у нас Вы не пригласили. Вы пригласили, хорошо. Я заканчиваю, подождите. Я понимаю, я понимаю. Значит, дело в том, что когда мы дали зеленый свет значит, выработке криптовалюты, помните, с экрана звучало, что пришла новая эра для Абхазии. Я как обыватель, который купил 20, 30, 50, 100 аппаратов, мог я подключиться к энергосистеме, мог я подставить подстанцию, трансформатору, да, КТП, да, о котором мы здесь говорили. Мог это сделать? Нет, конечно. А кого я приобщил? Энергетиков. Они заработали, и я заработал. Вот эта система порочная, она до сих пор нас несет, и несет не в лучшую сторону, чтобы вы это знали. Почему так много противоречий между вами? Почему вы не можете договориться? Окончательно сказать, да, вот мы сели, мы эксперты, мы специалисты, сели и решили именно сделать так, чтобы в обществе не было этого раздрая. Вы посмотрите, только ленивый на диване сегодня не говорит о энергетике. Потому что каждого из нас она касается. Известно, что международные эксперты сделали заключение, это всем понятно. Грузия не может одна эксплуатировать систему гидроэлектростанции Ингус. Абхазы тоже не могут одни это сделать. Только в кооперации, только договорившись, мы можем эксплуатировать. Но договориться мы не можем, потому что Грузия не признает нас как государство. И она ни один документ, даже протокол намерения не может подписать. Конечно, это все, знаете, это игра все это. Если бы это их приперло, они не только это, они, и, может быть, и постановление правительства бы приняли. Ну, их пока это не трогает. И та ситуация, которая сложилась сегодня в Ергельге, устраивает грузинскую часть и устраивает много людей, которые обворовывают нашу энергетику. Вы же говорите о том, что у нас 40%, 42% и так далее. Это реальная цифра. Вы убеждены, что это реальная цифра. А может, платят гораздо больше. Просто не доходят деньги до кассы. Вот вы смеетесь, Аслан Георгиевич, я вам скажу так. Ко мне приходит человек, который говорит, так, вы должны за электроэнергию заплатить. Я достаю портмоне, говорю, сколько? В один месяц он мне говорит, надо заплатил 7,5 тысяч, в другой месяц 1800. Никак не могу понять, вроде бы дома ничего не изменилось. Мы вдвоем живем, и у нас мизер расхода электроэнергии. Но и тем не менее я плачу, вообще даже не спорю. Так разве может работать система энергетики? Так разве может их финансовая структура работать?
когда непонятно, сколько надо платить и кому я. А я уверен, что этот человек вам принес в кассу и положил эти деньги. Нет, не уверен. Часть этих денег у него в кармане может оказаться. Почему у вас очень много материалов исчезают? Кабеля, провода там и так далее, вплоть до трансформаторных подстанций. Где мы их покупаем? Мы где берем это все? У вас же берем. Из Черноморэнерго. Подождите, у вас есть информация, что исчезают материалы и оборудование? Я извиняюсь очень. Аслан Георгиевич, давайте не будем сейчас... Не, почему не будем? Это нормально, Да, это хищение. вы не руководитель Черноморэнерго, так что не берите это. Не, я за них начал переживать. Когда вы там работали, я об этом не говорю. Это после Нет, вас. ну, Когда вы равно работали, у вас все было ребята идеально. трудятся. Только после вас вот эти нарушения. подождите. Итого, Аслан я Георгиевич, заканчиваю. Итого, мои дорогие. Да, мы все патриоты, да, мы хотим, чтобы лучше было, да, мы хотим, чтобы энергия была наша дешевая и доступная для нас, всех граждан. Но то, что она стала копейки, она дала нам возможность дышать эти годы. Более-менее, Людмила Родионовна, так или не так, более-менее бизнес, который у нас на пальцах складывался, из-за дешевой электроэнергии. Если бы она была бы такой, как в России, да у нас ничего бы не развивалось вообще. Мы бы остановились. Да. А сейчас мы говорим, что да, будет повышение электроэнергии. Будет повышение. А население к этому не готово. Как быть с тем людьми, у которых нет ни копейки вообще? Кто получает всего-навсего 7 тысяч рублей пенсии, а целая семья надо содержать. Конечно, я понимаю, Аслан Георгиевич, что я говорю, вы не верите. Да? Вы мне не доверяете. Я большинство работников энергетики не доверяю вообще. Очень много случайных людей, родственников, друзей, близких и так далее. Там все плотно, все засажено. Плотно. И я представляю Тимура Ивановича, как нелегко сегодня решать кадровые вопросы в этой системе. За каждым человеком стоит чиновник. Чтобы вы это знали. Вот потому наша энергетика рассыпается. Поэтому у нас есть власть, которая должна... Никто же из них не сказал в выступлении, что мы пресекли воровство. Мы остановили то-то, 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 то-то. Никто же не сказал. Мы же это обходим. Нет, я вас не имею в виду. Вы мэр города. Я в своем отчете сказал, что пресекли и сколько... Так, у нас два вопроса. Потом... Одна фраза. Алло. Оля Михайловна. У нас уже 3 часа. Одна фраза просто. Я сегодня, вот мне очень приятно здесь находиться. Не, я понимаю. Член общественной палаты дал нам официально информацию о том, что существует хищение в Черноморэнерго. Я прошу обратиться в общественную палату, в прокуратуру и разобраться в этом вопросе. Мы обсудим здесь. А в суде, простите, какой вопрос рассматривается сейчас? Ну давайте сейчас мы же не... Нет, в суде какой процесс идет сейчас? Вы про Чикван? Ну, конечно. И вы говорите, я сделал заявление, как это Просто будем разговаривать. Есть один вопрос, честно, Сейчас 5 минут используя это возможность. Используя возможность, что есть здесь ведь компетентные люди. Это вопрос хочу задать. Вопрос следующий. Мы сегодня мучаемся из-за нехватки, из-за дефицита электроэнергии, да? И ну, прямо не касаемся, со стороны чуть-чуть касаемся. Один вопрос, это вопрос криптовалюты биткоин. Да? И вопрос такой. Это такой скрытый вещи, который, чтобы найти, надо поднять СГБ, милиция, искать на фонаре. Нашли, или, не разобрались. Или это технический вопрос, это панель перебор посмотреть, и где можно найти, где больше лишних затрат, где нет фиксироваться, и не фиксировалось, и можно найти таким образом. Потому что мы мучаемся из-за нехватки энергии. Инвесторы, может быть, это и начинаем. Пожалуйста, хочу слушать ответ. Это можно технически обнаружить у нас в маленькой Абхазии, где большой ферма стоит. И следующий вопрос, Беслан Федорович, очень мне интересные вещи сказал, это практикуется в разных местах. Да. То есть инвестор приехал, что-то построил, он 10-15 лет работал, потом отдал. То есть все довольно.
То, что уважаемый Реза говорит, инвестор в этот формат хочет работать, или у него другой формат. И Вячеслав Федорович, другой вопрос. Это просто один идея, или есть такой уже готов инвестор? И последний такой вопрос. Это уже 3 вопроса. Да. 4. Я считаю 4. Да. Какой быстрее будет найти инвестор и строить какой-то электрик, который создает газ или дополнительный газ? Быстрее будет? Или найти, кто лично употребляет эти электроэнергию, то есть это майнеры, и просто поставить счетчики, нормально собирать деньги. Какой из них быстрее будет? Спасибо за ответ. Все надо делать. Вот я персонально обратился к человеку, могу ответить сразу. Значит, данная форма привлечения, скажем так, партнеров, инвестиций, бизнеса, компаний, как хотите назвать, да, вот, она, ну, в данном случае озвучена мною, и я раньше от тех, кто участвовали в этом процессе, ну, многие годы, наверное, такой форму привлечения не слышал. Поэтому глубоко углубился в этот вопрос и считаю возможным использовать данную схему. Кстати, у меня есть страны, где это используется. Турция здесь на первом месте, Таиланд, Тайвань, там, Израиль, Индия, Иран. В Америке, в 4 штатах, Российская Федерация, это называется проектное финансирование. Пришли, привлекли деньги, отработали, ушли, вернули назад. Вот. Я считаю, что это, наверное, сегодня один из вариантов для того, чтобы привлечь инвестиции. Во всем мире... Что? Конкретно, смотрите, для того, чтобы конкретизировать это сейчас озвучено как одна из форм возможных привлечь инвестиций в инфраструктурный проект. Это не может быть только энергетика, это может быть дороги, мосты, сооружения и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я это озвучил, потому что я уже где-то об этом говорил, и сейчас тоже решил воспользоваться возможностью и озвучить это в общественной палате. Потому что я готовлюсь к такому разговору, собираем данные, собираем, значит, возможные инвестиции, которые нужны. Вот я вам перечислил, это укрупненно, как Аслан Георгиевич выступил. А здесь надо немножко детально сделать. Технический аудит будем делать в прошлом году и поймем, сколько же денег нужно нам для того, чтобы инвестировать. Открыто, не скрывая, провести конкурс, пожалуйста, пускай. Не знаю, как со стороны Грузии вряд ли они до Сухума захотят инвестировать. Я думаю, Гальским районом там обойдутся. Вот. Другие инвесторы, которые смогут в этом деле поучаствовать с определенным сроком окупаемости и доходной части для них. Все. Список где-то применяется, пожалуйста, в открытом доступе есть, кто хочет. Но ни о какой собственности, перемещении речи идет. Но, честно могу сказать, я Аслан Георгиевич тоже это знает, законодатели наши знают, закон это право ограничивает сегодня. Ограничивает. Потому что за этим можно, наверное, да, какие-то, ну, я не знаю, риски того, что кто-то пользуется, вдруг случайно станет утром собственником. Ну, в этом плане, знаете, уровень доверия к государству, правительству, к общественности, и не только к общественности, просто людям тоже должен быть на уровне, когда такие вещи, значит, можно поставить в зону риска. Не считаю, что они являются зоной риска. Потому что у нас пока государство есть, когда его будет. Насчет технический вопрос, пожалуйста, кто будет отвечать? Михайловна, можно вопрос задать? Вопрос можно задать? Быстрее будет найти потребителя. И насчет майнинга можно найти? Если везде счетчики стоят, да, а у нас не везде стоят, поэтому сложно. А с теми майнерами, которые взяли, как поступило государство? По городу Сухум как и сделали. Оперативный шаг начинается с того, что мы запрашиваем, какие нагрузки, на какой подстанции. Исходя из этого, туда едет оперативная группа, начинает работать. Но адресно прям домой прийти не получается. Выявляется подстанция, которая работает под нагрузкой, какой район она питает, и вы вынуждены идти по адресам. Вот из практики, которая Частично тезисы Давида Чичевича признаю и скажу очень коротко. Вот все, что мы сегодня обсуждали, можно решить, если 2 главных аспекта разрешить в этой системе. Коррупцию и политизацию. Это 2 главных вопроса. И третье. Просто ни разу за все это время не прозвучало
Я думаю, что мы, особенно сотрудники системы Черноморэнерго, должны быть признательны майнерам за то, что они провели такую серьезную экспертизу, сколько может выдержать система. Если вы действительно хорошо посчитаете, кого и сколько было подключено, за минусом майнеры и реальное потребление, вы поймете, что может выдержать наша система. Юлия Михайловна, никакого Уважаемые коллеги, Народ останется без электричества или нет, никто вопрос не задал. Впереди нас отключения ждут или не ждут? Народу завтра что скажете? наверное, из нашего вот этого... Вот 900 миллионов мы не знаем, дошло государство, не дошло, это мы не знаем. Город, по крайней мере, на празднике не останется без света. На празднике. Выводы эти 15 рабочих дней, людей привлекают, туристов привлекают, остаются в их дома и едут. за такой обстоятельный, долгий, трехчасовый. Опять сама. Я хочу поснимать. Сказали свой проект. Реза Владимирович, мы можем вот в таком же, ну в таком я имею в виду. Нет, если есть телевидение, я понимаю, государство. Только общественные аппараты.